понятно, что это политическое движение, но это не такая классическая, в классическом понимании партия, когда в существующем государстве, уже устоявшемся, создают какую-то политическую альтернативную там существующей или существующим силам политическую какую-то среду или политическое движение. И там пытаются прийти во власть со своими видениями, со своей программой и так далее. То есть у нас не такая ситуация, что у нас государство там устоявшееся, и оно у нас как будто бы не оккупировано русскими, как будто бы мы имеем власть на своей территории, и вот тут вдруг создали какую-то партию, чтобы, предложить народу свой путь, который будет лучше существующих каких-то политических образований. Иштиацис, то есть партия создана в результате сложившихся обстоятельств. То есть Чеченское государство, Чеченская республика Ичкерия изначально, когда народ самоопределился и взял его этот курс, потом отстаивал его две смертоносные войны, жестокие со стороны России. Да, наш народ отстаивал эти позиции. И там, когда референдум, какие-то эту труху говорят, вот об этом референдуме говорит наш народ, наша нация, которая отстаивала своей кровью, там, матеря, отцы, старики, своих детей отдавали, на это самое, на пользу своего государства, то есть жертвовали им и поддерживали всячески это. И вот так вот отстаивали первую войну, первые около 120 тысяч, потом во вторую войну чуть больше. И таким образом, что чеченцы показывали свою позицию, своей государственности. И вот изначально этот народ, он в Конституции себе полностью прописал и взял курс на демократию. Чеченская республика Ичкерия, правовое демократическое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. 100% это соответствует действительности. Это есть явное, ясное волеизъявление, которое четко было прописано, и перед тем, как это в Конституцию было это занесено, это опубликовывалось и всенародно поддерживалось. Эти позиции отстаивал чеченский народ, в частности, в Первую русско-чеченскую войну и частично во Вторую русско-чеченскую войну, так как во Вторую русско-чеченскую войну русские создали у нас джамааты. Нам тоннами начали заполнять нашу республику исламистской литературой, потом пошли какие-то непонятные религиозные деятели, и вот такую вот создали игру, скажем так. Этот Дугин четко объясняет, как они действовали. То есть игра хорошего, плохого полицейского. То есть создали два исламских движения, существующее, которое активизировалось, и наносное, которое полностью подпитывалось и пропагандировалось. И вот в результате этих двух созданных русскими сторон чеченцев противопоставили друг другу, и потом перед всем миром
как бы уничтожили имидж посредством вот этих похищений, которые в шариате разрешены, посредством всяких там преступных деятельности. И в итоге создали вот это в Дагестане конгресс Чечни и Дагестана, потом Степашин благословлял Краммахи, Чабанмахи, и оттуда как бы отталкиваясь от этого, сделали якобы вот этот сценарий, там, нападение, Удуговы, уже обработанная исламистская вот эта среда, взрывы домов в России, которые закончились рязанским сахаром почему-то. После рязанского сахара они должны были продолжаться. Рязанский сахар, это же просто учение было, промежуточное между терактами должно было быть, а теракты должны были продолжиться. Но вот они прекратились на рязанском сахаре. И рязанский сахар пришлось засекретить на 75 лет аж. Его это дело о рязанском сахаре. А сахар взорвали на полигоне военном. Он долго в очереди стоял на экспертизу гексогенную. Там очередь большая была, и в итоге его не дождались очереди, вывезли на полигон и взорвали. И, признали, что это был сахар. Просто, чтобы уже он как бы долго в подвале там где-то стоял, чтобы вреда никому не нанести, взорвали его на полигон. Короче, я чуть-чуть туда ушел, но имеется в виду, вот ввиду этих обстоятельств, там туда-сюда, чеченцев подвели к исламистским каким-то вот этим настроениям, и в итоге мы вот лишились государства, лишились имиджа во всем мире, и вот продолжается вот это наше уничтожение перед всей мировой общественностью. Там, в европейских странах мы уже будулаки, которые там голову отрезают и с ножами бегают, там теракты готовят против министерств, против НАТО, против еще там кого-то. Вот такой деятельностью занимаемся. В Сирию у нас 14 тысяч уходит становиться шахидами. И вот это ведется деятельность. И оказывается, существующая у нас какая-то политическая среда, которая себя, то есть остатки, да, там какого-то нашего вот этого государственного фундамента, там в лице каких-то политиков, которые представляли якобы сторону государственников, демократов, какие-то правовые позиции держали. Они скидывают маски в преддверии русско-украинской войны. Почему-то именно в преддверии этого объединяют все исламистские группы вокруг себя, или пытаются объединить, подчинить. И потом начинается русско-украинская война, как мир начинает просыпаться, то есть понимать, что такое русские и как они действуют. То есть на украинском государстве все у всех начинают открываться глаза. Почему? Потому что граничит с европейскими странами, есть доступ полной информации происходящего, и т.д. и т.п. Плюс еще опасность есть, что если через Украину пройдут, то до Атлантики дойдут, всех там скинут туда и восстановят русские города, такие как Париж, Берлин, Варшава там и так далее. И вот такое пробуждение, холодный душ настал. И на этом фоне в преддверии этого уже как бы создано исламистское движение из, казалось бы, демократических там государственников каких-то из этой среды. Эта среда, наоборот, возглавляет исламистов. И
всеми, короче, силами пытается доказать, что то, что происходило с чеченцами, это не есть то, что происходит с Русней и Украиной. Что это абсолютно разные две вселенные, что это разные две темы. У нас наша борьба, она была за установление Корана и Сунны. Слова Аллаха и там, из поступков жизни пророка. Оказывается, мы вот это вот устанавливали, и вообще наша 400-летняя борьба, она зиждется вот на этом, оказывается, а не то, что мы просто хотели жить вне этой русской среды, которую сегодня мир же видит, да, насколько она лицемерна, мы просто не хотим мы в это дерьмо лезть. Как бы нам плохо, хорошо, как бы не было, не хотим мы, чтобы вот это вот дерьмо над нами доминировало, главенствовало и нас потом в себе еще растворяло. Вот не хотим, не хотят чеченцы быть рабами, как Дудаев говорит. И ну, получилось так, что вот оказалось, что у нас кроме исламистов ничего нету. Тогда получается вся наша борьба, все наше дело, все наши жертвы коту под хвост. И это надо решать каким-то путем. И кроме демократических каких-то сил, понятных всему миру, именно те позиции, которые провозгласил чеченский народ, на которых он изначально стоял, и то, что свойственно ему именно только на этих позициях у чеченцев есть шанс вообще как бы выжить как там этническая единица, как и государство это не есть цель. Государство это система, которая вот этого чеченца, она будет оберегать и дает ему, короче, перспективу, будущее и так далее. Как наш народ к чему и стремился. Но в сегодняшнем цивилизованном мире только государство предоставляет такую возможность. И поэтому у нас как бы не остается выбора. Только одна сторона – это вот чеченское там государственное вот какое-то движение и позиции те, которые с 90-х годов, и все преступления, которые были совершены, за них кто-то должен нести ответственность. И нам необходимо доказать правовую сторону, и нам привлечь ответственности за все эти деяния. И вот сегодня, ввиду вот это Украины, там, да, происходящего в Украине, сегодня удобнее докричаться. Хотя, да, не хотелось бы, чтобы, но это к тому шло просто. Мир не понимал, что поощряя и содействуя, короче, вот этому монстру, вот этому злу, вот этому бандиту, террористу, они сами против себя работают. Сегодня это начинают просыпаться и понимать. И на этом фоне нам легче будет в разы доказать, что с нами происходило. Вот для этого нужно, чтобы у нас существовала правовая какая-то среда. Так как у нас ее нету, все, что у нас есть, это исламисты, установители шарикатов, халифатов и прочих вот этих идеологических образований, это вообще как раз-таки играет на руку Русне, и они выходят сухими из воды. То есть все преступления, все, что они совершают, это, как сейчас вот уже почти всем внушили, оказывается, вот это не как в случае с Украиной и Русней, это вообще что-то другое было. Это против терроризма, исламизма. И мир, зная, что такое терроризм, исламизм, он начинает понимать, как бы, или ему олчинах.
проявлять солидарность с русскими. Ну да, если это против исламистов, это правильно. Вот для этого необходимо для чеченцам политическая сила. Политическая сила – это исламизм, политический ислам – это не чеченская тема. Политический ислам – это тема глобального мирового какого-то образования. Да, конечно, его носители могут говорить, да не, мы не хотим, мы вот только у себя хотим, мы там не хотим, мы здесь хотим, но мир-то понимает, что любое религиозное вот это вот образование, оно в итоге выстреливает. И это уже в Сирии видели, в Афганистане, там в многих местах, и у нас даже. Оно в итоге будет придерживаться вот этих идеологических своих целей, и потом плохо будет всем от этого. Поэтому это вообще, эта система, она не то, что не жизнеспособна, она полностью против чеченского народа работает. Сундейла на фоне этого вот у чеченцев только один выбор – это демократия. И вот эта вот партия, то, что там партия, как будто бы у нас еще какие-то партии есть. Если бы у нас были бы еще какие-то партии, чеченская демократическая партия не была бы создана. То есть там нету целей каких-то. Например, у нас есть какие-то люди, которые на государственных позициях, на правовых позициях, на демократии стоят, на нашей конституции, а мы вот сейчас у нас лучшая программа, нет, мы сейчас не в таком государстве устоявшемся, чтобы какие-то аналогии, альтернативы здесь или в противовес что-то там улучшать какую-то нашу жизнь. Нет, у нас надо на минуточку сначала вернуть наше государство и привлечь всех преступников к ответственности. Но у нас нет политики вообще никакой. Исламизм, повторяюсь, это не чеченская тема, это тема русских, русский международный исламский терроризм. Он же исламизм, он же там управляемый там из одного центра, из разных только кабинетов там. Кто-то Джамбулатовский джамаат, кто-то Закаевский джамаат, кто-то замдиректоровский джамаат, кто-то там федеральный судьявский джамаат. То есть там разные кабинеты. Это нам нету, короче, никакой перспективы у нас от этого, поэтому должно быть политическое движение. Вот и что, короче, как бы целишь. А реализовать это и так далее, это зависит от чеченского общества, чеченского народа. Если все будут сидеть, спрятав голову за пазуху, конечно, так все и просидят дальше. Если же как бы чеченцы будут сами в этом участвовать, станут политиками, политикос, люди, которые участвуют в государственных и повседневных процессах на своей территории. Их называют политикос с древности. Люди, которые абсолютно ни в чем не участвуют, и главное поспать, поесть и в туалет сходить, их назвали идиотикус. И вот если мы политикос станем, то у нас как бы, возможно, мы добьемся чего-то. Если мы идиотикос останемся, то мы останемся под русским миром, и со временем потихоньку он нас впитает в себя. Сейчас уже частично впитал, но в дальнейшем он в себя нас дальше будет впитывать, и наши былые, короче, какие-то чаяния, наша история, это все останется, как он в какие-то там древние Греции, там какие-то там античные там, образования и так далее, куда-то туда, в лету канут. Передаю микрофон. Так, Küg Эйдин наш хотя бы Алунталат Бакучва. Ничего. Модератор. İbrahim Söğürdü Kala.
Asxonta data skina tirer konsultācija viešar variantu arī jā. Марфо, ППЖ, да? PPŽ хуju. Попозже, Олимпиаду. Кетон, Дикарду, я тебе скину, потом так, просто я зачитаю досу. İbrahim, Polşa'yı Rumınya diversançlar yeşiriyor yani. هذا ليسن بولشا ليسن Polşa, تجاه там все. Выучить, да, что ходят? Polşa бых диверсантлятся поляк. Короче, полностью объект военный, там, транспортный, там, не минировать доверч, короче. Румыния хотлятся. Паской. И дающий варианты вас, и новости, что дают он, а я очень дающий туривался. И Что просто на ходу, там все, вообще что ли, короче, есть, слушай, Селган, 23-я. Полис, Селган. Второй диверсант задействовать. одной рукой Русь мяуса, другой рукой Балпяуса, что, да? Sağım da. Da o buldu. Даже ключока мел веща, что Русь бабеш, что. Короче, целая рука. Esam nīcēlā dāko buldoilālcadies. Allahu o buldoilāldies. Я buldu, все, принимаю. Маршал думался, Джамбулата, вообще единой силы цены, спасает чувака, отдельное представительство, политик бокш. Так, имел ду файденду, особенно бэкграунд. Джамбулата, я еще шесть чуваков шла. И народу России алдуется, и народ России любой. И сотяхку шмава тут уман. От Хуман, пилос баланшеш бач, сейчас народ России бац, отдельно суверенный канду, он отдельно халубош, амел грашпойзен, чупасин, чуа. Так. От политических сил и военных сил чеченских, вожу от народа в России, и эльше на Божьем была. Тюрда целяшина, отдельно есть был. Он что Пригожин референдум мире, он на гирю бош, баат дешвол, он много день не ахуш маваксо. У референдум я реально чургацу на Пригожин, сас, новче чуа. Уже ели народу, он один политических сил народа в России, и харцу чухудовучу, тяхуш ватсо. Вот я амкерсо. Но и за атмаскан дюч ду и наган вен чукач герч дилш маеуш. Типа иш дукал. Церква, идея Джамбулат, Кайкош, общественно-политические силы Европы и военные силы чеченцев, что забудут Украины, что батальон, там, отряд, Чуйцега, Язин. Иш на каком основании увел представляться, да, вообще обращение. Хагуч сута, типа российский добровольцы, типа до сега долгал, да, абсолютно признать инновации, что батальон, ногчи батальон, конкретно скиях, гина, да, гина, и он и моду статусом, хайшун, там автоматом республик признатын независимое государство и от цара, так и автоматом российские оппозиции типа Цагулида. Я شو حري فيها هما كان إيرليستن سيرش شوف بلا بوش كل تقي هره هنت دير تسدي شو ذكر он держится там тягал مراد دي там несколько короче
персон, которые саму Эду там Мула. действительно вооруженные, что цацум лилош съедать. Так, из-за уважения к ним там какие-то улицы даже назвали Арсену от Мурада Нено Шумацуми Арсена Хуэх. Сунцарах Урам Тятвильши Штаев. Закаев Штаб. Рядом держаться, держаться. И что мдох, короче. Ну, Мурад Дахта польз херю украинчин. Действительно там в каком-то военном плане там лило, что лило дош у Элхицун себя, но вы что идеологически, что Сирия тебя хил тоже цветами того истах. Куза соки хилцун фундлил соки пьета цапиты, например. Что kan платить, но и исламский сеть свою пахильча уже цашия двош дольше шия сомнений олши мацахулет. Ты уже марионетка в этой сети, все так. Хай мнений олши цахул. Через него уже оживцы подтянуть чухтарду. Кие хатума дехкан из-за как бы дагоич. Хиет джихадистина, ла джихадистин. Ишь ты вариант, ушум туда-сюда. Ну, походу, не подписались. Сейчас уже джихад шлир, да, максимально Сирии сюда чуизет. Куда тем более непонятно, кафиры против кафиров там. Оно уже так работать не будет. Вот в Палестину смогли бы затащить. Палестины чутакба нохчак балурбу. Просто этот информационный арбол балдела, что не срабатывает это. Дальше надо додумываться до. Пайда işte naga dadı içeç naga yok öyle de Allah. Они являются какой-то используемой кем-то сам, какой-то марионеткой, какой-то пешкой. Ну, вообще через Тузика это очень удачно сработало бы, чтобы в Палестину, как в Сирию, чеченцев затащить. Просто альтернативная информация. Из-за нее пришлось откатиться до либерастов, до феминистов и либерастов. Не срабатывает. Ja, проблема. Он ближе, хай тыч хелянок, Украину, но чуть-чуть демократические, европейские направления, шпачал хелиз, альбич, шумахази, альнахцар, геч бешхалч, وقان هو بسيع ميت كيعطيرش جغديس شحال غدا خليل شغلش وهما هزيت Четко цахадистунта, понятно, что джихадист, халбагаст, там посеять чучубагаст, туда-сюда. А вот в начале диктатор, что ты имел. Войца демократический подшал хальез европейский направление елчи, альбич шумахази, а да, барс Украине. От джихадист, да? Царь может тягать на месте где-то дюча хелмегис, но выше на каких-то там площадках открытую абсолютно сандалом, да? Даже царь идичи, царь примерно исламистичи цели Махаева. Даже они могут об этом говорить, но для кефиров. Ну, что сейчас
и шарикат قبول صدوشاش демократии تعدو эл цалохтер, потому что царь идицич публикец إذا حسم يقول شركات يوش демократии دي кумню туда-сюда. Цундел из двух зол, короче, несмотря на то, что в этой ситуации надо такие делать, оно считается, что больше зло принесет, и масса дуюча ночи тут и перестроится дирмаду, а это более вредно, чем Ичтундел, короче, замыкание юктига Санчо. Из-за Сайгар анализировать, да, что он дадут что он, а так цахаза цадует это сломаев где-то и милу из отсюда кира вел баровой уйцуна кира вел моя цель, мои чаяния это демократическое чеченское государство. Моя боль варит. Потом Масхадов Анзор высказал в Украине. Да, это тоже немаловажный момент. Мы, демократы, Генхарюкшуна видео. И Юха Ашвал Сулейманов у него аж задергалось, что не руш. Свой зельчулка там на лице, что подергивание сердца. После этого Анзорчика вообще вышвырнули из Украины это всюду. Вообще. Затаквирить твин, короче, хоть и на публику свой ЛД. То подручно на вилу вешку сам не можешь, что ли? Ну, а? Подручно вилу вешу сам не можешь, что ли, демократический? Не, они его тащат, свой будущий президент, ой, короче, лидер, Боша, и тем дукка юхузавич. Хуза кот войны Бошта вот Австрия. Что-то 10 чухтарду, а я дал угроз. Я считал един чухтар. И кот войны царь Юлин, короче, ну, закулисный царь, ИГИЛ, Джамач. Царь типа лидер, уши туда-сюда, минут цахо, и чеш, из Боша, двич, дух коммерция. И потом они вот этого сына Масхадова, раз сел, они его взяли. И это своего рода такие. Чтобы все подумали, что лидер это сын Масхадова, а сын Масхадова оказался лишь материалом, который используют, чтобы Джамбулатова пропихнуть туда. Типа сын президента, гнядина, бошта. И хочет слушать, и спитать, и ушьяться на Украине, уже спечать, ушкоичиться. На чувствах, короче, проехать давай, что? Видите, что с нами сделали, Бош. Сейчас халиф, исламское государство, сейчас наследный принц халиф, что тоже возомнил, видимо, он. Сейчас шакар джамаач, короче, чапох, коруй туда-сюда. И в итоге, использовать винцун, раскрутить один, когда власти уже кида, короче, вредных эроров. Ну, видишь, там от джамаатовские движения ЮКХ что использовать я щукой, там Бараев, Тосты, короче, Бараев, мавать его же. Вообще, не, короче, очень от этой фамилии, короче, абсолютно отношение имеется, что просто фамилии, чушь, там, рисовки еще. Фамилия просто, конечно, что
Вообще не фамилия. Шай, короче, сходный будешь. Отношения его, что, родственничек. Да, и фамилии, там, значит, Басаев, Бараев, там, Масхадов. Вот такой фамилии шум важно для тебя. Во всяком случае, царь использовать, я считаю. Ну, для них, скажем так, использовать я считаю, я легче. Приемлю. Дохода, да. Причем здесь фамилия, это, что он показал, какое действие он сделал для своего народа. Показатель. Фамилию Эл. Показать еще. Где Балбонцер. Україна якийсь міністр оборони елеватор. Бараєвик Антуатіс. Вот. И заместитель Глубоко. заместитель Амира, короче, Изу и Ажиев, Закаев, зам у тебя. Так, из двух, короче, по-моему, вы министр обороны, походу. Ваш Мурад Кера Абонный, особый отдел особого назначения. Гар Милович Цавана Гуат. Хуерцин. Жамбетові. Джамбетов. Джамбетов, короче, говорящая голова этих батальонов ВР. Хуерцин она. Пресс, Талмедина, Ломбарский. Вместо Белокиева, да? Белокиев. Да, Эрлас. Говорящая голова. С Украины, Маутига, соответственно, уж такое, там, гражданин Украины. Ну, Ну, Изу, но Хохоз, Закаевский структуру, говорящая голова, Варис Джамбет. Жамбетов, Сюрюка, да. А ук, отсюда хухила, я не знаю, Шулей Павари, консул Украины, Юрий Шулейпа. Сюда хухила, Ну, и Штрюка себя, представитель Бокшель. Видно, Руцарь себя. Отчетный представитель Рио-Рио. Ну, и все долгом гуан, они антиконституционно лилош мадуица, потому что Низамская конституция, она не предусматривает послов, кефиров, тем более, каких-то представителей. Визиры нужны. Муа? Визир нужен. Исламской конституции. Да. Визирчи, султанчи, короче. Вассалчи. Для пропагандистского телевидения годится любой Белокиев, Тумсо, даже Халитов. Вот, и под диктовку. Да, выстила, да, чертахка. Сундер Мабоас, компетентный человек нужен. Вот как Исханов. На мировую политику может историю поговорить. Компетентный человек там не нужен. Там что с тобой делать? Ты утопающий. Украинцам не нужны утопающие, потому что они тоже сами утопающие. Ты для Украины можешь
только если какую-то пользу сейчас приносишь, только тогда. Сейчас им некогда вообще с тобой, короче, Вован и еще какие-то. депутатчицы, демократчицы, им это не интересно. Они сами пытаются зацепиться за хвосты мировых гигантов. Ходят, и каждый украинец там работает на то, чтобы за чей-то хвост зацепиться. И это правильно, потому что у них нету больше выбора, там, шанса. Вот такие, А тут ты какой-то демократ, депутат, ты вообще, что ты можешь сделать? Если можешь там гайцы Газазат поставить, там, исламистов, восстание в Чечне какое-то поднять, тогда да, это польза, потому что это все сфокусируется туда, и от Украины ослабнет вот это движение. И в этой ситуации, да, неплохо использовать такую карту. Это надо понимать. Большинство Нохчич умер до сих пор. За счет Украины мы деоккупируем Чечню. Да у них, они сами там захлебываются. Их самих изничтожают этими дебильными контрнаступами. Самих украинцев изничтожают. Тем более ТЦК, а общий НКВД Санца. Бюро изничтожать нация. Патриотический дух, унижающий Хундутига. Сундел, там не нужны ни депутаты, ни демократы. Мы с Хусейном ездили с гуманитаркой. И Хусейна сразу на Первом канале пригласили с утра, короче. Ну, мы с ним через скайп включил, там Хусейн с ними связь. И там минут 10 плюс-минус. Прямо в прямом эфире, да, там был Первый канал украинский и утренние новости. Там эфир, там и Хусейн там находится во Львове, короче, с гуманитарной поддержкой туда-сюда, от имени там организации, 5-10. И сразу лобовой вопрос. Сколько бойцов в Украине чеченских? И все, вот, что интересует, это вот вокруг этого было, плюс опыт, как русские там поступают, как у вас было там и так далее. То есть вот такие какие-то моменты. Остальное, демократы, депутаты, там, сега Шаволша и первый, и второй раз, там, 2-3 раза, Сирен, Шалалеч, то самое и ставился на Львов, я сега ты ракет, летает, веш, хотя чеченский, демократчи, депутатчи, там, неинтересно. Сундел, эта тема, да, нам есть в этом интерес, чтобы провести параллель. И единственное, что с украинцами в связке можно было бы делать, это просвещать информационно людей, что происходит в Украине, и чеченцев, которых используют там Украину, закидывают, просветить их, чтобы они максимально отказывались и не шли туда. Хотя там мало там шансов, кого закидывают насильно, чтобы отказаться, не отказаться. Ну, тем не менее, вот перейти на сторону, на украинскую, не сопротивляться, там, вот что-то такое призывать. И это работало бы, если бы вот такие говнюки, как Золкин, ну, кто там второй? Карпенко там, в основном Карпенко, да, Золкин, он менее активен вот в этой античеченской такой создании негатива. Вся пропаганда Украины, вся. Ну да, ну вот этот Карпенко, он именно вот он очень по-русски как-то вот подходит ко всему этому. И он сидит там в задницу пальцами всему чеченскому народу, там, вы, короче, почему ваши женщины выходят, не выходят за русских, там, туда-сюда.
Я понимаю, что он хочет Где стравить уровень чеченцев, ничьё, но он вместе. хочет стравить чеченцев с русскими, да, это понятно. Чтобы, короче, опять-таки там между собой, чтобы против чеченцев настроились русские, а русские и те Не, наоборот, короче. извини, брат. Он Это хочет понятно, но он бьет отвращение по вызвать всем. у чеченцев. Да, он бьет по всем и наоборот мотивирует вот это пушечное мясо, которое в задницу чеченцам всем тыкает. Это еще больше, короче, мотивирует против. Так, ты за это наоборот выходит, что контрпродуктивно. Но вот этой деятельностью он... План Ермолова, чтобы вот у русских вот так работают пропагандисты, они, как и все пропагандисты, ненависть к чеченцам вызывают. Почему? Чтобы не проснулся тот манипулируемый народ, которого они изничтожают на уровне роддомов, беременных женщин обкрадывают. И ж сам собой теперь ногчиш запретить побез, как вот Джамаат вот Тигр он дракон. берет... Тигр дракон. Kracht mega hoelch dik door habis klaar. Wat aan gaat er rusting. Выстрел, Як выстрел. мовила. А вистрел я туда. Тигр дракон. Не, выстрел, я сейчас им занят, усо, и ухцахум гой турера свой. Тигр дракон. Хоханти бол бешо. Дица. Kracht mega durigist. Elk meel дуасига. не вот как Ходорковский говорит, Ну, я вачаризам для тебя саныты лучше. бол. Я как с Калашниковым пойду Не, за Кавказ вот. бороться. По его пробросам видно там. Та Все подтягивать. Ну, одна украинские, личка чували, вот, дама выгите, да, выги, а потом человек не, русские пропагандисты, это как украинские, на это один в один, 180 градусов меняет. Зеленский особенно. Они боятся, что чеченцы увидят люди, как чеченцы на самом деле выглядят в своем подлинном свете, и проснутся и начнут с них брать пример. Вот этого боятся все подряд. Не только украинская пропаганда, кремлевская, большевистская, гопная. Большевики щущен тебя, бюро засевшие. Никакого распада не было. 91 год они забыли, как Кравчук, Шушкевич, Ельцин страну развалили. Ничего не разваливали. Развалили они ЖКХ беременных женщин, памперсы, молоко у стариков, лекарства своровали. Большевизм переобулся, еще лютым стал. И они боятся, как Ермолов писал, донесение: о, позвольте мне полностью убить этот народ. Иначе русские, это очень плохой Он пример для рабов русских. серьезно. Нас, чеченцев и ингушей, люто ненавидят только потому, что нас не могут заставить жениться на кузинах, сестрах. Ну и там 5-6 причин еще. Нас всегда будут ненавидеть бизнесмены крупные. Вы это лучше меня понимаете. Я это, кстати, по большей части из ваших уст благодаря вам понял. Ну что вы сейчас, кто порезал, ломаете? Что вы, я не понял, не поняли. Да, маршал Дайлон. Как будто вас подменили, как будто вы другие. Как будто я захожу на канал какой-то другой. Как будто бы вас изменили. Что у вас там? Ладно, Мы тут нормально. все тоже остались. Смотрите, вам новая тут информация по официальной пропаганде. Маша и Алла, Маша и Алла. Бисмиллях. Смотри, Ибрахим, значит, новая информация по пропаганде внутри Украины. Тут есть популярный канал там. Значит, там они сидели, там не буду называть, как бы известные люди. Ну, шутка, полушутка, ну, а там какой-то Прошка. Почему он меня поставил, я его камердинером, вот, будет раб, у меня русский раб. Почему? Чеченцы не гнушались брать их в рабство, а почему нам не брать их в рабство? И он будет такой переходной раб один. Значит, на выходные могу тебе отдать раба этого. Туда-сюда будем и вот,
У нас будет общий раб какой-то. Что-то они... разговор не сразу услышал, но это люди, которые... Ну, вот пропаганда, как бы, действующего власти. Так что вот с вас, с чеченцев, предлагают брать пример. Вот. В рабство брать, русню брать в рабство. Ну, нормально тема, нормально. Вообще накинутая тема, накидывание, брать в рабство. Ну, вот, Чисто вот это, да, из русского ящика пропаганда, да, там, я помню, в нулевых это где-то было. Какой-то бич там, обычно бомж, да, русский, как показывают по телевизору, проведена спецоперация там в каком-то, я не знаю, на Жаюшке или где-то, я уже не помню. Короче, 15 лет, 15 лет, да, 15 лет находился в рабстве. И представь, в 2000-х годах, это вот в 2000-2001 где-то показывают, и отними 15 лет, это самый такой расцвет совка, да, когда там и участковый даже без пистолета в кобуре ходил, и все, короче, ну, как смотри, бы эту власть. Тогда еще в рабство не брали, но на меня... Но тогда, Подожди, я тебе... тогда еще Андропов был. Да, смотри, на меня нападали в Грозном. Вот я до сих пор хочу вот выяснить этот момент. Вот я не вру. Меня остановили взрослые, мне лет сколько было? 82, 83, 16, 15 там. И они говорят, скажи, Олег, то есть они по говору, ну, хохол, и начали меня немножко, ну, они сильно не били, они были взрослее меня, там было 3 человека. Либо это уже было какие-то, ну, специальные люди, либо они по своей какой-то инициативе. Вот давай, как думаешь ты? Ну, как бы вот на меня, я такой видный был и привлекал внимание, значит. Либо это, ну, причем на нападении было 3. Один раз я один был, второй раз, последний раз, когда с Русиком напали, Русик мой друг чечен, по 2 метра, он их там, 4 их было, он 3 там почти убил. А еще один был случай в центре. Мы с клуба шли я, Яндарабиев Руслан, двоюродный племянник этого, Зелимхана. И там еще был какой-то с МВД у нас зампредседателя федерации. Мы шли, а Яндарбиев Руслан, он такой тоже такой чуть такой, он не сильно, он не темный, он такой ничего. И они подбежали, я шел, и они со спины удар нанесли. Сзади, то есть сзади нанесли удар, и он начал на чеченском, они меня в сторону отвели, и там что-то замяли это дело. Вот. То есть, по мне случай был, меня остановили в подворотне, и говорит, скажи, Олег, мы хэкаем, да, вот, как мы сунжинские хохлы, и меня они немножко помутузили, но сильно не били, но вот такой был момент. Это была самодеятельность или это как была какая-то вот это, может быть, уже это знаешь, что могло быть? Вот некий протест, да, когда тебя замочили всем народом, больше 50% там, загеноцидили в ссылках там туда-сюда, потом ты возвращаешься еле-еле там на свою родину, и там у тебя хозяева в домах твоих сидят, сунжинские всякие там, донские, и еще тебя убирайся отсюда, колонн говорят. Хуэлора, знаю. Репика, задунайские казаки. Да, задунайские там всякие. И это самое. Потом еще проводят демонстрации, верните их назад нахрен в Казахстан, там туда-сюда, всякие поджоги устраивают туда. И потом полностью урезает права, там куда-то в аулы засунули людей. И
жилья, ничего, как бы сами пытаются там какие-то землянки обустроиться, ну, как-то еле-еле там пытаются наладить. Но вот у них хозяева на их территории, которые им приказывают, им не дают нормально, как бы на равных сосуществовать. Вот приехали, там у них, они себя чувствуют вольготно, они себя чувствуют хозяевами на этой земле, территории, и потом все принадлежит им. Машины у них есть, и государство им предоставляет там много чего. И дачи у них есть, и все. А тут у тебя в аулах каких-то люди, которые аульские школы какие-то недоразвитые, там, половинчатые. И ты не можешь не развиться, ничего. И это, наверное, своего рода протест, когда вот этим пришедшим новым хозяевам вот пытаются их хотя бы как-то вот так вот протест свой показать. Наверное, это из этой серии. Хотя там поначалу изначально, короче, хозяйничали и в каких-то разборках преобладали как бы изначально русские. Потом уже вот постарше меня поколение, там лет на 5-10, они уже уравняли эту ситуацию. И вот на мое детство уже такая сбалансированная была обстановка, и уже такой более-менее на равных. У меня вопрос к этому пан Чечерю, короче. Он только что рассказал историю, что типа там его, короче, одна-два, короче говоря, одно или два происшествия, где его там что-то там атаковали туда-сюда. Ему там было в 83 году то ли 14-15 лет, и вот он с кем-то там шел, и на них напали двое-трое, которые были чуть постарше, то есть это получается по 17-18. И ты из этих каких-то междворовых разборок сделал вывод, что там процветало рабство, и тебя хотели в рабство унести, что ли? Нет, Пан Чечи. это совсем другая, ты не понял. Это я по поводу пропаганды. Это вот эти трое, которые меня идентифицировали, что я этнический украинец, да, по говору, они на вид бы я... Да, ну нафиг, этнический украинец, здесь сказки рассказываешь. Вот у нас во дворе был украинец, папа у него мама у него украинка была. Ты дашь мне? В то время сказать? не было такого. Они меня Смотри, у нас был вот во дворе Витек украинец. Это вон на Пионерской, когда мы жили. Там мы вот вместе там хохлов мочили. То есть мы хохлы называли русских, понимаешь? Ты сейчас по говору там мне сказки рассказываешь. То есть мы вот какие-то, когда там драки, что-то такое между нами было, этот Витек был с нами и мочил вот этих. Что ты здесь? Хохлы чеченцы называли русских. То есть если во всем совке это было устаканилось так, что устоялось так, что хохлы называют украинцев, то в нашем случае хохлы русских называют. Нет. Они сказали, ты хэкаешь, значит, ты хохол. Ну, они, не. Тут... Подожди, пан Чечель, я расскажу о своих друзьях-украинцах, то есть одноклассников из параллельного класса. Один там Павел Бондарь, потом еще один Шевченко. И вот надо Можно сказать, я закончу что... мысль? Вы мне Нет, подожди, мысль я закончить. о примерах рассказываю, которые ты сейчас, короче, накидываешь. Подожди, то есть они себя никогда, даже украинцами не называли, они себя чеченцами называли. Даже украинцы против русских мы вместе, понимаешь, на одной стороне бывали всегда. Так что твои пробросы тут не прокатят. Не, ты сейчас начинаешь рассказывать там сказки. Ты сейчас начинаешь сказки рассказывать. У меня знакомые люди даже со мной на связи, если тебе подтвердят личку, если ты Вот хочешь. сейчас вы не даете мне мысль закончить. Я хочу понять, либо это была спецслужба, уже такая была установка, именно выделять нас, как этнических казаков выделять. Алло, 29-й, алло, не надо врать сейчас, там украинцам врать. Казаки, которые у нас были
военные, вот эти военизированные станицы, которых туда никогда в жизни, лично я еще пацаном никогда не видел этих казаков с украинцами. Казаки это Во. такие же русские для нас. Да, нет, ты подтверждаешь мою версию, что это было как бы, у меня уже дело спецслужб каких-то. Раз ты... Нужно понимать Маша, простые слушай, вещи. а Дайте что я ты не быстро объясню, обратился в коротко. советскую милицию? Это же середина 80-х годов. А что ты это сразу Не, это Очень был быстро твоя я же объясню. власть на Вот в данный чеченском момент? обществе, в чеченском 82-й, обществе, дайте я 83-й быстро год. объясню, брат. Товарищ, дай я быстро объясню. Тем более твой комплекс сейчас У выразится. меня В были чеченском приводы в обществе, милицию. в чеченском обществе любой негроид азиат, выросший, будет равноправен. То есть социальная гигиена, это ариец, значит. Арийское Всё. общество, это вот так только. И этого боятся любые депутаты, управители, региональные, общие правители. Вот поэтому чеченцам и ингушам никогда не дадут Все, тема встать на закрыта. ноги. Я тема, все, тему я больше не понимаю. Я как бы делаю выводы, я где-то на 90% уверен, что это уже были какие-то установки спецслужб. Потому что они трое А выглядели это не еще как, вопрос, пан Черчилль, смотри. А Горбачев не тоже как люди хохол? из села темные. Понимаете? Они Слушай, выглядели такие, знаете, Горбачев тоже хохол? как Да, собой, грозненские вот говорю, чеченцы. собой спецслужб, это не работает, а провокации проверяли. Но в Да, чеченца да, работает. да. Это вот все. Я 95%, 95%. Я просто сейчас это все, Провокация яйца вообще такого, чтобы там казаков каких-то считали украинцами, это полная ложь, вообще хорошо. полная брехня. Я сейчас рассказал случай, который со мной произошел, я не обманываю. Понимаешь? Ибрахим, ты там Это в знаешь... шахматном клубе, когда работал. Подожди, я еще забыл там, я забыл еще похвастаться. В Польше, если есть люди, там выйдите на местную федерацию, там в 96-м или 97-м году, не помню, был турнир международный, глухолазы на юге Польши международный. Спросите, кто там за Ичкерию играл, они вам расскажут. Там еще они брошюру выпустили, там в газете была статья. Я же говорю, это шахматный клуб был. Может, ты кого-то там не дал ему пройти, там, ты там известный был. Нет, это вообще... Это абсолютно другая тема, за Ичкерию кто-то был. Вот этот проброс, который ты делаешь, что якобы там рабы какие-то, какую-то полную хрень вообще. Рабы были чеченцы, рабы русских и сегодня остаются. Это я с абсолютным сожалением, потому что нас сделали рабочих. И тогда мы были рабы русских, потому что мы не могли ни на своем языке говорить, на своей родине, ни в каких-то там на должностях работать, ни в официальных каких-то, ни какие-то, как вы, там, русские дачи иметь, какие-то условия. То есть это была ваша жизнь, и мы в этой системе каким-то обслуживающим персоналом у вас были. То есть это все было для вас система, и мы в этом, мы в этой системе были, мы были обслуживающим персоналом. В этой системе мы сунжинские и никакие сунжинские, чтобы там украинцы, вообще, это полный бред. Казаки райские там, это точно такой же русский в нашем понимании. Имеется в виду вот те казаки, которые мы знаем. Я вообще только недавно узнал, что казаки там это украинцы. То есть это украинская тема. Имеется в виду украинцев, а не вот эти, которые натянутые, там, сунжинские, мунжинские. Не натянутые. Ты же не... Потомки военных колонизаторов, которые там станицы... Ты же не был в спецслужбах, ты же в КГБ не был, тебе откуда знать? А я тебе говорю, что... А ты что, был в КГБ? Подожди. Моя семья на учете состоит. Это ты что, бывший, что ли? Не, ты прекращай это, значит.
Мы в социальном плане были хуже всех, наше положение. Сунжинской линии хуже всех. Ну, я согласен, что сунжинские русские, в кавычках, казаки, что имели меньше прав, чем там грозненские, чем какие-то там задунайские, чем все остальные. Да, это я с тобой в этом не собираюсь спорить, но то, что ты вот это там какие-то пробросы, там рабы мы были, там у чеченцев рабы какие-то были. Ты меня не Представь, народ, который полностью загеноцидили, замочили там где-то под каблуком держали, он еле-еле там в 90-х попытались уравняться как-то, да, там хозяевами стать на своей родине. И ты еще хочешь накидывать какие-то там рабы у них были, не рабы. Сегодня, вон, посмотри, чеченцы рабы. Я это не в том смысле, что мы как бы смирились. Не в том смысле, что мы смирились там с рабством и так далее. Но сегодня чеченцы это рабы русских. Ваших там сунжинских, не сунжинских. Кстати, где вы сейчас вообще, сунжинские? Ну где? Разбежались после Дудаевского геноцида, разбежались. Ну вот я ж тебе говорю, нормальные сунжинские, это давным-давно среднестатистически русские. Ага. В Ставрополе, в Москве, в Воронеже, в Волгодонске, в Омске, в Томске, короче, и так далее по списку. Больше нигде нету? Думаешь, больше нигде их нету? Только там? И в Украину вы тоже попали некоторые. Не только в Украину, и в Швейцарию, и в Америку, и в Канаду. Ну, попали и туда. И да. Что теперь? Какие туда сунжинские вы? Обычные Ибрахим, ты как бы меня... военизированные русские. Ибрахим, методичка вот твоя есть устарела. Момент, понимаешь? Извините за выражение. Вот, там Квачков там считается... Там, по Квачков, поводу правды, знаете, неправды, я тут правду распространяю, не переживай. Не, вот дайте задать. Ну вот такие, как ты, которые вот это распространяют и создают потом вот такие отношения к чеченцам, пока там всякие там будулаки какие-то используемые лазят, не понимают, да, что самое важное это правильно, информативно вот так преподносить ситуацию. Да, свидетельство отчета. Вот такие, как ты, там полностью эту дезу распространяют. В чем и делают из Чечни, там, сунжинские, мы там бедные, туда-сюда. Как будто бы у вас в вашей там бедности и вообще за всем совком. Не, мы в плане, да, как будто бы Джохар Дудаев возглавлял как будто бы совок, и вот он его поломал, короче, и он вот из-за этого вас загеноцидил. Да, это у всех у вас. Вот что я наблюдаю, у вас у всех русских, там, сунжинских, там, закарпатских, все русские, которые проживали на территории Чеченской Республики, за то, что вот этот совок переформатировали ваши братья, да, да, за то, что вы переформатировали этот совок в Русскую Федерацию, у вас психологическая вот такая травма, которую вы нам выражаете. Не мы переформатировали этот совок, не мы стоим за этим. Кому вам? Ты участвовал в этих событиях в начале 90-х? Ты принимал участвовал, конечно. Не принимал, но я являюсь свидетелем. Ну, сочувствовал, да, тому, что происходит? То есть ты... К чему я не сочувствовал, я на себе все это испытывал. Кого у вас? Не, подожди, кого вас геноцидили? Происходило по отношению к нам безобразие. Ты это одобряешь? Какое к вам? Какое безобразие к вам происходило? От кого? Или ты отрицаешь? Какие безобразия ты отрицаешь там были? это, да? Нет, ну какие безобразия были? У него, кстати, ты одобряешь в Москве в 90-е годы? Или отрицаешь? Подожди, Леху, что он имеет в виду? Ну, Ибрахим, не включай как бы непонятки. Ты в непонятку не уходи. Говори прямо, что ты... 90-е годы, 90-е годы в Москве пенсионеров то, увозили и закапывали. То, что вы делали.
то, что вы, сунжинские, русские, подписывали документы вот эти, которые... Да. Фриде, напомни, что это за документы? Да. Обращение к Ельцину. Помогите, Обращение ведите к войска. Ельцину. Вот, обращение к Ельцину было. Да, обращение непонятно кого после того, как там никого не осталось. Да, сейчас ты будешь там перед украинцам Да мне не сказки надо, я рассказывать. показываю Украинцев мы тоже будем известно ставить, что вы, русские, сунжинские, делали на тот период. То есть вы, сунжинские, русские, какие документы вы подписывали, как вы Ельцина зазывали, как вы пытались... Ровно 2 слова. Можно сказать? Ровно 2 слова. Этот, у без него кылча другой никнейм, пока вообще у них ровно 2 слова, я больше говорить не буду. У них вот эти курсы, они проходят, КГБшные, птичий язык называется. Специально заставляет, выматывает, как Мухаммед Али, порхать, выматывать полностью птичий язык Олсона. Его нужно на конкретике ловить. На одной теме, прям вот специально. Не переходите на другие темы в своем хиттере. У них, у КГБшников технику они проходят. Он обучен на этом. Он сейчас развлекается, пока вы нагреваетесь. Не, он бывший, он же говорит, ты же не был бывший. Потом я позже приду. Надо акции зарабатывать. Балаболи тут. Все, бесполезно. провал операции. Провал. Дорого продали, поехали в Россию. Оля Аляха. Надо же было так проколоться. Дорого продавали вы квартиры или дома. Ты что гонишь тут? Геноцид вам. И да еще тут уезжали, там отказные делали, и с одобрения нас, я же помню, наоборот, как мои родители там с этим сталкивались, потом соседи мои, наоборот, подсказывали русским, делайте там отказные, а это, оказывается, против нас они как бы играли. То есть потом они говорили, что у них, чтобы сделать отказную, им надо было сказать, вот нас выдавливают, у нас отжимают там дома, квартиры. И там они на месте у себя вот это распространяли, и это считалось за геноцид. То есть, наоборот, люди, которым мы помогали даже в этом, да, наоборот, им подсказывали, что надо делать, как вытянуть там финансовую поддержку из Русни, они потом оказалось, что мы их геноцидим. Если это не писать, они там не могли ничего там получить. Поэтому они писали там, что у них забрали, их выкинули. Это откормленный паразит энергетический, вампир откормленный. Он кайфует, когда с темы на тему перескакивает. На одном чем-то ловите его, и вот не упускайте, говорите, возвращайся туда-то. Когда он говорит, 83-й год, в 83-м году руководство Чечни было вся русская, украинская, казаки. Чечена очень мало Времена было. Андропова. Это время, когда Андропов там был. Да. Там вообще Кокбаха еще ходили по кинотеатрам, проверяли, на работе должен быть, не должен быть. Включали свет, когда кино смотрели днем. Заходили, проверяли документы, где работаешь, почему не на работе. Там. Я помню, там студенты пошли пиво попить между старым и новым зданием. Там зацепили их, чуть не исключили из института. Тем более, первый секретарь райком партии ЧСР был Власов, украинец. Прямой проброс, короче, он хотел сказать, что вы чуть-чуть украинцев по говору вычисляли, там, типа, короче, напрягали,
Нет, это фига. Это все сказки там, что там. Полина Жеребцова, дючек, дать. Это кухонный лицо, и дючево, это аккуратно. А что Ну, они вот аккуратно, видишь, везде там, в Украине, здесь, во всем мире, вот эти русские, они аккуратно там пригрелись и оттуда ведут античеченскую пропаганду. Я как раз об этом на английском там говорил в этом ролике, как русские везде, во все СМИ залезли и за нас говорят везде. Один наш брат добрый, Веня, Ее Полина Жеребцова, ее, получается, как бы с Чечни выгнали в Россию, как сказать, на родину. Там она как объясняет. Ее выдворили, и она оттуда едет в Финляндию. Что ты поехала в Финляндию, если ты в Россию там хорошо пришла на родину? Чеченцы ее геноцидили, бедную русскую. Она вместо того, чтобы к своим, спасите, помогите, вон злые чечены, живодеры, головорезы, и к своим надо было, да, вот мои родненькие, короче, богатыри, меня спасают. Але всегда я еду. Вместо этого она едет куда-то к финнам, к врагам русским, то есть которые вообще в позу поставили в свое время весь совок. Это черт сюда заходит, которые убивали, уничтожали нацию, говорит, геноцид или есть? Черт поганый. Не чадует. Много. Штанга, дол хочу. Так, сейчас я одно видео запущу. Предыдущая тема, с которой нас сбил русский. Ну ладно, я пару абзацев прочитаю вот это обращение. Да, и то дыхарем, чтобы не отходя от тем. В связи с ослаблением позиции России на Кавказе там, и неопределенностью в Суздальском районе, короче, вот такие вот выражения. В настоящее время у нас нет ни нации, ни родины. На сегодняшний день Суздальский район неделим, относится к Ингушской республике. Вот такие вещи. Вот в конце уже там вот сейчас больше интересного, уже более конкретика там такая идет сейчас. Всякие зверства учиняют. Вот. Просим обратить внимание на то, что в течение нескольких лет на территорию станицы Асиновской очень много привезено бичей из России. В основном это люди русской национальности. Их можно встретить во многих чеченских семьях. В каких условиях они живут, известно всем. В данное время эти люди, рабы, лишены всего в жизни. Даже права на жизнь они не имеют. Население станицы Асиновской глубоко озабочено сложившейся криминогенной обстановкой станицы и просит защитить от произвола, который царит в настоящее время на ее территории. Мы, жители станицы, просим вас ввести на нашу территорию чрезвычайное положение, и чтобы у нас в станице были правоохранительные органы Министерства безопасности из Ингушской республики и контролировали всю обстановку в станице. Беззащитные, так, автоматные очереди. Люди от страха вынуждены за бесценок отдавать свои дома, нажитые кровью и потом, переезжая неизвестно куда, не приобретая себе жилье. Некоторые, не выдержав всего этого, лишаются рассудка, умирают, не доезжая до места. Убедительно просим вас, не оставьте наше обращение без внимания. Борис Николаевич, мы избирали вас президентом, доверили вам наши судьбы и жизни. А что же сейчас происходит с русскими? Отовсюду русские бегут, нигде им нет места и покоя. Ну, в общем, короче, общественный порядок наведите там. Такое... Почему чеченцы, короче, такие, а казаки должны быть угнетенными?
Ну, в общем, крик души, если такое, короче, в этом духе. Да. И ёгкое обращение там надо как-то. Постой, постой. Да вообще. идите Участвовали. войска в конечном итоге. Леха, когда они участвовали избиратели, у нас не избирали Ельцина. У нас не было. Ну, Да. это как раз они имеют, в виду, видите, чрезвычайное положение, то есть видите войска. Это, Нет. вот этот русский будет там умалчивать в Украине и пытаться нам именно вот эту русскую тему, которую нам навязывают, они там в этом документе, что якобы там вот эти бичей каких-то привозят, они даже не понимают, что Россия, она, Москва там и так далее, просто переполнена бомжами. Они даже не в курсе, там, в Чеченской республике, где сытые, в достатке, короче, все земледельчеством там могут заниматься, домашние животные, короче, и так далее, хозяйством, что там где-то в Русне, да, в глубинке, в центре, что там не могут нормально вот так вот жить люди, и они там бомжами и так далее становятся, что их кидают на квартиры. Вот эти бомжей в основном, бомж там бывшие, короче, и так далее, их именно в основном их кидали на квартиры. Вот русские бандиты, которые там орудовали, там подписывали с ними, короче, какие-то либо обменные сделки, либо куплю-продажу домов и кидали их тупо. И сами они потом ныли в своей криминальной России, там десятками показывали вот эти фильмы, как вот эта кидаловка происходит и как это все работает. Эти, короче, тут сытые, в достатке сидят и пишут, ведите войска, чрезвычайное положение, то есть Ингушетия провела референдум и вошла в состав Русни, и вот мы хотим в составе Русни, то есть Ингушетии оставаться, чтобы быть в составе Русни. Поэтому ты плохо там вообще сидишь, пан Чечель. Вам плохо же в независимой Чеченской Республике, тебе плохо, Полине Жеребцовой плохо. Какого хрена вы переезжаете в Украину, в Финляндию, в Швейцарию? Вы что там делаете? Вы же хотели, подписывали Ельцину, бумаги писали, чтобы остаться в Российской Федерации, что вам в Российской Федерации хорошо. Но вы потом уходите, бежите от этой Российской Федерации, а чеченцев к ней в задницу суете. В свою Российскую Федерацию, в которой сами не хотите потом жить. Ублюдки. Самое интересное, что мы участвовали в выборах Ельцина, они говорят. Выборы Ельцина на территории Чечни не было. Мы уже независимый было. Выборы Ельцина... Я царь. Я царь. А как он тогда совок возглавил? Не совке, Совке он не был, Ельцин не возглавлял совок. А как он тогда подписал в Беловежском вот этой... От России, от Советской Социалистической Республики. Российской до Советской Социалистической Республики. Украина, Беларусь, там они втроем подписывали. Разваливать я, шток разваливать. Они организовывали его. Он был президентом РСФСР, Подожди, Ельцин совок не возглавил, да? Как я, вот видишь, у меня там чуть-чуть... Cik atnesīts tieši Vatsabašs, garu pensiešu
что Илар разграниченный район. И Всегда была нахуй. Горбачев, и Ельцин, и власть кыш, Ибраим. Так, Горбачев, Ельцин. Советский Союз, говорят. Да. Не, Горбачев первый президент был же. И Горбачев Вообще. именно назло Ельцину. Свободешь, вистхуешь, не сатуаешь, именно назло Ельцину и Неркцу и приравнить автономный республикш, Укаш, союзный республикш, Данисеш, Хунхуйтриеш, Диндеркцуе. А этот пошел с ними, договорился Ельцин. Белоруссия, там, Казахстан и так далее. Тяжко договориться один. Короче, аж все поддержать. Слушай, отдельно государство шхырю, и так хоку и хаку, шоку так диндер Горбачевси, ему назло. И что разбор к сердцу шинитига, но он Ельцин выиграл. Ну, лаской. А я белер одним словом, короче, шбокл, демократия, ахир думач. На самом деле, ям и ГБшник шерюш, ям просто и власть бахандолш, изменить царшаек. Ну, он вообще-то и назло цахет, я убежден, что это сценарий по-русски разыгранный. То есть, вот это... Там, я помню, Горбачев пропал, потом где-то появился в такой домашней какой-то одежде. Там показывали. Но в Фаросии был заблокирован он там, арестованный. Типа арестованный был. Ну, Горбачев же президентом был, по-моему, в Совке уже, когда законы поменялись. Президентом России был, да, РСФСР был. В 93-м году выбор Шалтахаев, ну и президент России. Не, смотри, в Совке был премьер-министр же только. Горбачев, Ибраим, Горбачев, Союзом возглавлял. Да, Горбачев, он же в 85-м хуйтерый президент. Ну, президент, премьер-министр должность Майери в Совке. А потом он же вроде президентом же стал, Горбачев. Горбачев был генеральным секретарем, потом стал он президентом. А Ельцин стал президентом Российской Советской Социалистической Республики, стал Ельцин. Кто стал? Председатель ЦК КПСС Сваров. Худыцыш, в 85-м году. Потом в 90-м, да, уже президент Хажи. Вот и момент, видите. То есть он сначала был совковым главным лицом ЦК КПСС, главным в Совке. Председатель ЦК КПСС. Партия правила, а председателем правительства был другой. Правительство, моя ЦК КПСС. Генеральный секретарь. Между прочим, при Сталине то же самое. Сталин, там Малиновский был. Генеральный секретарь. Не Сталин, а Малиновский на самом. Тут то же самое. А тут может быть что-то другое. Ибраим, что имеете в виду? Я имею в виду, что Горбачев, президент Хилар, то есть вот эти совковые перестройка, вот эта перестройка, она сделала в Совке президента. 89-й год президенту стал. Вели президентство в 89-м году. До этого Центральный КПСС, комитет. На самом деле, даже при Сталине официально, проверьте, Сталин не управлял страной, другой управлял. А здесь, возможно, вот что-то он имеет в виду. Ладно, мы ушли это чуть-чуть от темы. Я хотел вот по предыдущему ролику, да,
пан Чечель, когда русский Сунжинский заскочил, у нас тема была. Задать любой вопрос, я постараюсь, иншаллах, ответить. Кстати, насчет шариата скажу. Ну, кто-то говорит, там писал, где-то видел, мне прислали сообщение, мол, якобы Анзор хочет демократию, не хочет шариата, к примеру. Откуда эти люди знают, что я хочу? Они что, заглянули мне в сердце, в голову, прочитали мои мысли? Будет народная власть, то есть мы, демократы, мы будем спрашивать у народа. То есть то, что скажет народ, так и будет. Есть такие провокаторы, которые переворачивают все, выдергивают там слова там из контекста. И вот якобы он сказал это и так далее, и тому подобное. В общем, я не хочу особо обращать на них внимание. Хейнс Гоэн, Цанеран, Шариат, Шлич, Юхцик, Цанайдабаш, Кефиршик. Мы демократы, у нас народная власть, туда-сюда. Из Мадуевы, Дюйцуг Хакерта, Шалгонши, Калгонши, да? Это десятерной стандарт, это пейтбоч, лилари, да? Нормально. Да, там более-менее, хотя чекуял, чархел, да? Диндол, гумахер, цана, аюки, айтлуш, короче, идей гайши, у меня динаги, мы хуза, мы демократы, хуза, кто знает, что у меня в сердце. То есть, потом, как вот Тигр, Дракон, ты говорил, там, Зеленский какой-то, еще кто-то, к чеченцам вот так относится или сяк относится. Как относиться? Вот, посмотрите, мы демократы, удога, мы шарикаты, бож. У нас у меня мы создали сектора в Чечне, сопротивление там. Как потом, вот, он серьезно, он серьезно. Но, между прочим, ты изначально прав. Он же не может парадигму. Мы утверждаем одно. Наша толпа от имени нашего заявлено одно. Ты прав. Зеленский, Зеленский, кстати, не виновен в этом деле. Ты абсолютно прав. Нет, просто видишь, Зеленский будет относиться, вот, например, я не знаю, там мягкий пример, я мой максимально мягкий. Вот ты идешь по дороге, у тебя на пути стоит баран. Как ты к этому барану будешь относиться? Как к козлу, как к корове, как к обезьяне или как к барану? Ибраим, на самом деле, хокко бедуинш. Та дикч агвар хирдош дал цу Украин хок рух кар голдехкен мадур на самом деле. Всегда уж и цана ца и чукана ожи чвоши метниш де чвоши дан. Цу Украины ца и чвоши пал негатив экулши дат хоршую ял. Ахкин кардин маду еғоз дехкіне хумдуй цигадига иштхир мадайцар хаз грамотный болуш гарч жестко шей позицит я болуш дан тата диц диез ишца диез хумшца дюч серьезный нахцига хиляри сунает ря даже сам Зеленский встретится ди дарон цунохчишц хоршую шейн хагуч он даг мадохца Цан Украины суа. Он сам лично хаздукается политик. Ребята, сперва между собой разберитесь, борг, ногчишка. Шейнцага, худиц диез, мы не знаем, ба. Между собой определитесь, Барцу.
Да, что каждый ник шаша властью харюбо, шлуканк, элквок, штышин, цадыч, вождыч. Мы не знаем, барцу, шуц мухил диез, мы не знаем. Хокумш дин мадуй. Шаша цаум лило, хуш ядиц, хуш яц. Идиц, хуш лил, хуш бол, наха цабит карг, адда. Wauši metniš dieč. I palma kiegins tērcīgā. Žambulē tēr zakēlēr cu Ukraiņš. Wauši šeit metniš dieč. Wauši horš Ukraini čupma bitboš. Jums malielin qēr. Tēl paidbočil molīlarbu. Tāk viš cēts byl. Daiš cā formālnas dievaš. Dādāš bukoic. Bēgt ma bēci cēra. Единственное, хокали отследил шпешбат, что цера все равно это позитивно, церк дало. Если цера просто сейчас люицуг ли лог за ночи, что пойдет, так хотя бы что дича уже даже тебя политик цалили, просто что помимо под русской стороны, что есть и другая сторона, которая, короче, ну, не подрусская, скажем так. И из-за позитивных, из-за цадютакар позитивный, понимаешь, сидя на месте, шарикачи, марикачи, иштипал быч. Максимально сейчас что что тебя рисковать, сейчас как бы лило, что из максимально сейчас как бы бесполезный день, да, конечно. И вот Сирия, представь, 14 тысяч человек. Он возле Мурат, сириец вообще, к которому бы ты подошел, и он сказал: «Оно чуй, и алмаракет, Маша и Аллах. Аллах рейс хуил шунохчиш. 14 тысяч человек, вэвэ, хакам, отбайли халдах кэш, сагет дэш. Шаш отцул гилкам долчиха, отцул жертва динакаш тхадуая. Цая ситуация не селеон. Цены села, и плюс еще торсуетелар гниди, палестинец. Ле 55 долларов. И что и? Астаган кия гуэш жим эхозуэккан. Цунцун дагад далуг. Путин зер гут туба аркцу. Путин зер гут. Хок Европ на Запад на духалвелу ишаца. Üç şukuş. I Palestinç, I Siriç, I Şayik. Emet Trungen yok şu Siriz ki tük. O çua. Sunğaz qimuat. Tsağa müeç. Wow şiğaz qsamilu tsağı. Wow şiğaz qimuat büyü. Çu şiğaz qitsu çuveyen. Tak. O çua Siriçik boh çu. Çuşimo iştrasi Rusiş da Rusiş boh. Nicht mochietu alč, Rusisch sehr gut bāk, o Sirīcu. Üšuki būs ubnā. Horš sumca, hohok veičēr hulieļoku švācakso. I šējoli arabski mir I gāski dagabjāni jeļoakšuk. Horš tvokančur ārējulš, busul bēžri ummat boš, lielšu qarumš soqieč mācqēr jādon. Ja horš šēš üšjol Putin, Россия, зер гут бош, шор шеш, или я не знаю, дом. Да, из-за дуно все просто элерта, куду ше даже цана дауага, ше хуек что кадуй, и максимально ху удина ночью оман цунах пой цехул эго, ёкаха. Хето? Вот ты пошел куда-то, что-то ты как бы попытался пожертвовать, что-то ты сделать, как бы все равно сожертвовал мою, а ешь. Так аду ахуек, что он бешо,
И умудриться максимально это сделать так, чтобы делать حاجة نحكي قوم نقع هرسن بلنا بو حاجة نحكي قوم مال سيدو مال أقارليل دول هما إيش مال короче لقردو مال دزدو короче مال ديك ولق ديشتو قار شاش تقو بنا إشتا Ukrainчин sagat bina ye Siriyчин sagat bina ye там sana Gürjish sagat bina ye Kiyechan ish sabох короче бол бухо помо лило что дело максимально и лаша мел бинага наоборот ночи пома на цуна зиехал его идей надол его да еще я шел жертва вообще непонятно абсолютно. Вот умудриться сделать свою вот эту жертву, свой вклад вообще бесполезно. И сошили у тебя. Представь, за 37 дагестанских народов отвечать, да шу. Ахмед Ахмедов, привет, Facebook, чувак, друзья. Короче, дагестанец приносит больше пользы Дагестану, чем все эти наши бабуины там. Харташхия чумацун. Ишайол Дагестан тянуть тёхцу тебя. Весь Дагестан он на своих плечах тянет. Иди та, Ибраим, царский Россия служит дим предатель, юахкаел цанк, или он ел шемел герой убош цыга, и один лил шук и хум. Да, чуя эйвейтен новый тебя, это его заслуга. Бет яцон, маж яцон, цаум яцон, аккуратно, дон, нормально, камел дешьон. Хоршаве глоушту яхч, керг цадалуш дегдешук, и цасю. И вот тебя вообще цатуапец вагануис, наблюдать мадойцун, да, сун хакустун видео, хум отхала, Facebook, что. Единственное, цатана горячие точки уха, и тебя бушует, а вообще настроение, да, ел. Тебя так да, бабушкин, да, секон, хум шлучи, тебя, да, тысяча Дагестане, цубош. Иште хум шли лош юх. Кы вот цуточки, кэчул, да, уже юха, да, чуя, чана, ресел, тетел, лёха, смотри, не свеч, ну, из-за нормальной реакции. Дала вообще, короче, это мать, это млой, юх. Тебя хильчул, так и все, цулта, цана, он, вот, кэчул, тарду, издала, эрам, биекш, бэт, чуа, магайт, да, царела. И все. И та критик бьюечи, та тот отслила, цависун, это тренировки, шеш, бэйршин, и полностью шайл Дагестан. Та никто тебя. А горше тебя, отцул, казалось бы, ты вообще отслил, что уже там, вина, лазин, мэттегю тебя. Все равно умудриться тебя, да, наоборот. Отцул, дух, да, банти, алил, школ, наоборот, максимально нагадит. И проблем хуются нах бубок, да, цветик бан лилш беш. И нах хилари, тик нормально, табеш сун, хак тик там тик банаш, наш, короче, тигам гуманитаркец. Малоне Хусейн тойши тигар и крымский татаршин тауз жижгах йолхум халал малал, короче, да ходуш. إذا بنادي خطر под батальон шин дайской сесть, короче, как бы твоя цена масса хочет решаешь изложил. Это не дело не в том, что хочется, кажется, персон чити хочется бьёхом чуи, цауня из да стигабек. Просто идеологический харпалет, что деш зулам дуис. Отсюда хавай гулка полностью келдисенду. Вот идеологич та твой гулк лил да я вех такам да я сахум цадитак чу. И шаде гос идеологи цакдел долхум ду зиена эгон дверзах хауз. Ин суюка цат тоже хилна, например, бойш штат положению, но даже, короче, цат
Вот, короче, так, крайне радикальный взгляд, чего там. Но проблема не в том, что ход садик анту и туда еще йол тигер, и как бы от джамааты идеологии по всему миру, через сети, вот, и тут и легче управлять, дирижировать, так вот, когда это не от твоего волеизъявления, не ахтапает зие дуста душта, но куда сакоман пает хербуя зие херду. Хай, короче, керата хум цахельча, просто марионетки это движение, в этом движении. Мелдиккан таваллаха, ты вот будешь марионеточно, как бы по течению идти всего джамаат. Короче, вахахин. Там говорят про меня, что я там анзор за демократию, туда-сюда. Откуда вы знаете, что у меня в сердце? Ну, раз у тебя то, что ты говоришь, и то, о чем ты думаешь, не соответствует, то откуда мы знаем, что ты вообще думаешь? Я имею в виду вообще любой зритель, любой какой-то наблюдатель, независимо. Анзор, бит партия, джамааты партия. В основном плебеи думают так. Вот как ты сказал, Ибрahim, вот так плебеи думают. То есть, а плебеев на самом деле мало, максимум 33%. Большинство 66% любого народа. Романтичное, правильное. Но опять-таки, видишь, всплывает наверх дерьмо, и оно глаголит за всех. Не, сам просто вот сами подумайте, вахахин с того. Мы демократы, у нас власть будет народная. Вахахин Адамгула делается на конференции, Кайхин Бугаш. То есть они там серьезно, журналисты пришли. Цушинюха ашул и шибабу ин дати яквашул и депутатуи Верховной Рады целую дицелесун. Мы, то есть мы демократы, квартплество, шьедага, молодец, шьедага. Да, правильно сказал, молодец, Бош. Ничего себе, Бош. Арбабуин, хаин, оквагин. Шо садагчу хундуш, шуну садагчу ахуду Бош. И видео, да, ян, сун муасса датур, ما يغاسقش. غاسقش توري تسانك إلبان شارة توري. Так, хар хугиятие шуукун, примерно босс, хар важе хугиятие сум, так. Ну, сам вот. Патронку отшити, юктуарши, так. Иштия инаш отшит, царь. Свободные, бля. Демократическая партия Ичкери Батабараша. А демократическая партия Ичкери Боже. Анзор Вайт. Вайт, Анзор, шариат варту шо. Дол дунyan Анзор, Закаев, Кадыров, Путин, Шавик. Просто تعجим разные акаич. Дело в том, что издательство важно. Закаевин, дело в том, что и Анзор, вы из Вахахин просто вот щадок кверчур выкинуть, да, вот человека привели, посадили, собрали вокруг там политиков, общественных деятелей, журналистов, там, чиновников. Вахахин. И вот ваша деятельность там туда-сюда задают вопрос, дали площадку, интервьюируют. Сагавахин. Мы вообще по натуре, мы вот демократы, и у нас будет народная власть. То есть мы демократы. Потом человек идет, садится в свой YouTube опять и говорит, там пишут мне, Анзор, понимаешь, вот демократ, он за демократию. И говорит, а вы откуда знаете, что у меня в сердце? И просто, ой, ленщишься. Оказывается, у него на уме одно, а на языке другое. И он это даже, и дит, стадиязи даже, и вообще, и аудал гундуй, и наверное, вообще, цацадаха ищи инса.
Ну, Эрдон, я лицемер, я двуличный, короче. Вы откуда, кто вам сказал, что я не такой? Эльчму, Эрдон? Харакири, Абас, Ибраим, дисквалификация, Иук, полное Дахеш, самоуничтожение. все шлюхара, Гуюха. Это, да, мадац, типа, у меня на языке одно, но у меня другое. А вы откуда знаете? Ну, точно так же мы тогда не знаем вообще, что у тебя на уме. Я сейчас не про джамаат, к которому он обращается, а вообще вот зритель, независимый зритель смотрит на этого человека. Мааллер, Ибраим, мерш бат инах. И от идеологии, и волта гуй, и мершват. Хинт, и анзоруйцу, и камелдина, и Аллаху карте узвин, опровергнут дойти цюнги цадала. Шало дала мир тюан куясин юхир дa'wa тицари, дa'вала лоуз гоя. Хажва, закаялс украинский журналистан эфирихин Шег Хаттардич, хаинца 92 год Конституции тя лячуяльч, да его, короче, тут ирвалищац, остальное, когда там Мох мерш бел оман лич так цацум шхирдуну пока тут я дубош и камел тут дама диня буду лайк шлагт ирле чуэти да угин и у камелю аешек давай опровергнуть диел. Да. 2002 год низам я башт хилатха алитер цинга ишту идеологии я ашол тагуй Цун шие мнени ла амбат. Цун багерца яхтауш. Все цун глагт елоци опровергнут дойч дуи. Со галвалир снисца ялир яшуса даг чунд уешду цун так. Нет, мелчо аудалунду из... Действительно, сумасшедший человек. Он по жизни, он сумасшедший. Антитеррор. Давно, 2-3 года назад говорит. Он сон, шу, и про это открыто я имею право говорить, Бог. Он больной. Но вообще, Закаев, когда произнес такие, он весь ислам изничтожил, не только чеченскую политику. Допускать в теократическом режиме понятия такие, это вообще дисквалификация страшнейшая. Анзор действительно больной. Он сумасшедший, я не знаю. Может быть, русские избивали его. Нет, представь, вот с учетом того, какой антиимидж у чеченцев, да? Ведь нас как бы знают во всем мире как исламистов, будулаков, режущих головы. Это единственное, там, Жохар Дудаев и вот это вот первая наша освободительная борьба, и то, которое уже пытаются дезинформация запороть все. И вот на фоне вот этого всего, например, какие-то, скажем так, потуги, начинания обращать внимание на фоне украинской вот этой ситуации, и раз я что, как бы при чубех, знаете, вот уже созрели они или нет. И раз я что, мы демократы, мы меритократы, мы партократы, мы феминисты, боже, короче. Да, чуть штуку. Потом, да, уведы. Мне там говорят, пишут, что там я демократ, партократ. Откуда вы знаете, что у меня в сердце? Просто и тому Эдон. Ишта хахер, йол хахер создать еще пали. Очередной раз мы опять докажем всем, мы докажем всем, что твонах йотит, вот ешми йотит, вообще. Пошел, короче, дерьмо ютванца. Вот как мы в ваших глазах дерьмом являемся, да, вот ввиду там последних там десятков уже лет. Как преподнесены, да, вот мы и продолжаем быть вот такими. Как будто бы там
умышленно это все, как будто бы, не знаю я, совпадение, на совпадение мы торгули, то есть так, умышленно, как что, Сахельчика хулил, да? Но Масхадов, он действительно Цонгшуй, из-за чего это случилось, скорее всего, из-за избиений по голове. Бить наркотик, вроде в СССР военметтер, наркоман, это сумасшедший. Нет, сундук, наркоман, И наркотики такой не делают. психически, психологически, из-за этого, видите, хоть в принципе, хоть нормальной психики, олчи, хоть ну, просто либо шوية تعجم هاي نير وشلي تشيتش هاي بقبلة تعجم короче حانو цена датвора тайжа ишта нет, короче, надо взять и, короче, еще больше всего пытаться запороть. Надо, мы шарикаты, мы меритократы. Нет, вот я более-менее разбираюсь в наркоманах. Наркотики такое не делают, то, что с ним случилось. Он капитально из-за ударов, ушибов башки, шок. Да он ушиб башки шейцун ударшил, метик брат, абсолютно. И медицинское состояние и, короче, вещать за личность, это вообще было, брат, просто в целом, лело, что ли, распишем полностью, где что он нашлет, вот и дух важно. Не, ну если ты публичное заявление от имени даже какой-то маленькой группы делает, помните, Тесла нам объяснял, готовься к критике, страшнейшей критике, и игнорируй, прощай их. Если ты видно деятель и от какой-то толпы какие-то заявления делаешь. Неважно, какая группа, маленькая может быть. От имени народа на телевидении там сидит, там ужас, что заявляет. И мимика лица его, как голым, как из этого фильма, вообще лживая. Ну ладно, это на потом. От имени народа, Тигр, если ты дракон, собираешься там палец об палец хотя бы ударить, палец об тигр, палец, от имени дракон, народа, то шадык, все, вай политически безграмотных и ложду. За цонгши, дат. Политически безграмотных и религиозной идеологии яхиларду. Это не, ну да, извини, да, ты правильные вещи говоришь. да и сажал моссу агвар нохчи эфиршка, интервьюшка, везде посмотри, как аяталла окул и гажуашин бехте ашбон. Политик юкахил биш, бац инах уж цана мимбарт яхил биш бу. Они ведут политику от имени чеченского народа. Хотя идут галдялок. Байсангур, брат, ты понимаешь одну вещь? Хомяк, ю самый тупой млекопитающий, адам, существо, ю, в экспериментах саузаха, электрический ток тухается, никогда в жизни он на эту приманку больше не подойдет близко, на эту ловушку. Дракон, я Хомяк, после ровно то же самое повторяет. Тигр Ровно дракон, то я же самое после повторяет. того, как Абу Халид вывел меня из ислама, я стал Мурат Сулейми, Байсангур, наверное, Сайнс. Ну вот я что хочу сказать. Хомяк самое дебильное существо в мире. Саус ток тугацу, он никогда в жизни больше не клюнет в эту уловку. А эти тупее хомяка ровно то же самое, один в один, ни больше, ни меньше. Хотят повторить то же самое. Да, но тем не менее, политик лица войн. Худиц дизаца, удилу дизаца.
Чо важный, дуис, самый важный он дуис, хохок, некто, и политик юзер, дуи. Он и ищ сагадыч. Хай мостахчин, мялил, нарратив, шайл, пропаганд, шаек, пропускать его. И это для тебя очень большой минус. И политик юг, дыч, дег лилваш, дег хюл сюда, сан важный, ду. Сюда, багер, дадел, камел, даяздеш, записывают. Запись я шуцун. Потом канлам он меркел туис и запись. Со эти и элгаш швейцари шусионист цакати это уже не работает там. Дицнак дыш до сюда. Из до политики дицнак инел действующую. Сонде хайн и цагаи. Хуш был черц, дагвал или ам, или не лез туда вообще. А у нас угур хербел был, баран угур чо қич, политик юк қич, бук вай баран шбуйок, вай қом юк хер. И русские им помогают, и самый онигду. Что он? Никакой хороший русский в кавычках. Нахчи демократ, бог боги. Це Бог. Самый хороший русский ой. Цу лицемерит, дечхена. Шеш лилош, дег шеш лилош, дег нис, да, там. Да им уйт омбеш, да им цана нападать, деш дуй лилош, вой хашц дубош, и лицемерит, деш волша, когда он перечисляет шеш, оккупировать бини шеш, или ты почалкш эмниш перечислять дечхайна, юк Чечня оли дуашца лок церк. Отцу леки подонгш лицемерш, юкаш. И эти люди помогают нашим баранам. Ортодокс лично к тебе, но и к публике тоже. Но как такое возможно, что родители ведь виноваты? Но как такое возможно, что у чеченских родителей вот такие дети? Как это вообще работает? Вот действительно, я не шучу. Я не знаю ответ. Я не согласен, Тигр Дракон, потому что и Бер, я инс алам ол даснанс воспитать модер, но я с этим не согласен, потому что да, наверное, ларт я дочь. Цушили гунуак дика özde грамотный düz алқы. Он ну, özde долуш, хайқал долуш, дол дейне, цабью омақы. Поэтому я не согласен, что и зависит от родителей борштик. Но в том-то и дело, вот, например, там гаска семья, мать там легкого поведения, отец непонятно кто. У них дети мощные, сами себе кашу варят. С детства, то есть как в интернате, мощные дети зреют. А наличие родителей, вообще наличие родителей, тем более чеченских родителей, как могли в Сирию поехать вот эти люди, откуда они произошли, кто их произвел, фабрика, грубо говоря, уют. Игорь, даже сириец, сейчас у нас люди поехали в какую-то арабскую страну, инсундак цайо и пачалк, советоваться, да. Представляешь? О, худа диез ел. Советоваться, да, нах буквой комах. Арбаш. Пропагандой пропитанной, да, полностью годами годов.
Sunday слушаю, он будет постоянно он я бешкал именно югалять ночи бег по бахте самого. Бехкам, це було розповнено, но тем не менее, таган қиетмегер, маду да, я понимаю, со вағабист, що хақ велчгейна, со махкар әрвел лела, цер интернет, цер информация, цер телефон, цер нетит, цер хайнечу, и пропаганды, и брошюр, и листовки, и умбям, кэонит и тхушд. Понятно. Цугайна, айердер, лейцер, попались на крючок. Ну, таган, дег маду, тагана, отстеяд, авуечхал, штаг, я не понимаю, да. И он действительно или мы ждали, он дебил, или он в душе россиянин, я не знаю. Мы все понимаем, что такое песни Мусураева, да? А вот в пределах песен Мусураева все мы пережили это дело, но из Европы здоровые люди с семьями поехали в Сирию. Это что такое вообще? Психотропный гумью, психотронный гую, я мухне, что это вообще? По сути, что это за технология такая? Аж дорого. Я понимаю вас, что вы говорите, но там бешенства не было, там месть, там компенсация, успокоиться. Мусураевские песни еще вот предел. Но в Сирию поехать из Европы студенты с детьми там, это как понимать? Цен убег был бы тигр, если 60 под 70 лет кэч был нага. Вот представь себе, Закаевин, Юхир, Нагуастонис. Я сам лично это слышал. Цудешдол, Амел. Лет под 70 уж. Так, вайн театр, вайн культура, бусулбин, ах дельчаны. Если эти люди такие вещи говорили, а молодежи, убег был. За эти 25 лет в Европе حاجيتا سون صحرش صقلت يا نخشش قيتم دبل ويرتين قير قمالدين سمو هرش كافرش جكتي بوسوبدين бош ليلنا مبو كافرش جكتي بوسوبدين иду قير каждый третий слово хил а молодежи бег мабать. Нет, ну, Вайсалгур, извини меня, брат, и братья, все прочие, извините, пожалуйста, я кое-что, два слова скажу. Как судить женщину, которая не так обратилась своей судьбой? Мы психологи, а здесь где психологически, Маборос, откуда вы эти люди взялись? Ой, дал Лойл Сун такую уверенность вот так вот. С детьми поехать в Сирию. Уверенность, это вообще второе счастье. Наглость первое, уверенность второе. Откуда вы это взялось у этих людей, Борщу? Социологически, да, психологически. Ну ладно, все нормально. Вы правильно ответили. Вы все, что от вас зависит, сделали. Европа, soziale Darsche, sen möchte nicht Allah وشقوفكو إيش تقومشن كواتشو ديتن بقول سيري دابون تيجا الله وقوبو دومش تيجا soziale ما يعتر مش بدي إستنبول البق. Ибраим зайна вала сахарта да социаличная дали нищела эшвала. Лички чубага, куза. Бахомас Ибраим лички чуца личный сайт сахарта да социалича хайм хочки посылтын жуак дел что хок турка. Нагер, шо. Саваш халдаса, хочу объехать, хай хаттер. Мы сейчас даже немножечко поймем. Личный бош, уча личным личный
Личное. Ну ладно, все хорошо, понятно. Тигр-драконы. Российское телевидение, Леша, вас его. Я такое чувство, ты с российского телевизора не вылазишь. Леху, брат, дорогой дядя, у меня в радиусе, в моем один мощнейший горец. Видишь, я уже на водку там невольно. Я сам не понимаю, как это могло случиться. Я знаю этих людей. Как такое могло вообще случиться? Физически сильные, умные Что у и так тебя далее. Как случилось? это Я не могло знаю. случиться? Телевизора ты не вылазишь, российских каналов. Ну как я могу на намеки тебе отвечать? Удаленная планета X. Ну, поконкретнее задай, дорогой вопрос. Ну, это планета их заканчивается в Кремле, да, Бога? Ну хотя бы намеками, как в фильме Джеймс Бонд, там, Я тебе намеками хотя бы. без намеков, чем тебе намеками что-то рассказывать? Сейчас смотри, профессор Преображенский, Олег Дацер, меньше читай газеты, говорит, российские. Других нету, ну и не читаю вообще Барса до обеда, говорит. До обеда, хуй, желудок плохо будет работать. Я знаю тебя, Леху, ты в год-два раз максимум засмеешься, и то загробный смех. Ты сострадательный человек. Ты переживаешь, ты тоже свихнувшийся человек, ты переживаешь за свою нацию. За тебя переживаю, да. Не сворачиваем с Хельдо и Кишков. Проблем Хельдо, меньше смотри российские каналы. Особенно РЕН-ТВ. Маршал Душик Масяк. Наш Вован. Но если вопросы о маршал Дышева, но если вопрос человечеством неразрешенный, ну поконкретнее задавай вопрос. Ты что, если человечество не может ответить? Я тебе вопросы не задаю, я тебе говорю, констатирую факт. Меньше смотри российские каналы. А даются ждать от нога, дают, что он даст с российских каналов. Транслировать для Штангурко. А насчет того, что в Сирию чеченцы поехали студенты из Европы? Куда сюда Тесла? Освежи чат, обнови. Перезагрузи чат. A bit busy. You always busy. Делamo čo Bortpinovoj veš udocavaš, it's по-русски черти, по-русски чери под Европе абол içkiriç bas, içkirice boşvol, elorar, seda giyoge alan, Çingiz vat. Hin dadele içkirice ol, te uyarsa чичкирицы олцар, алаца олшумдацар, хин совеч луж, короче, шубово юшун, сам дурил наден делаш открывать та шубово юшун, радушен, уважадушен, шенхи ешил, совет туда-сюда, помощь, ходит душен, сам хоб, вот сами берегой бош, открытую уже, ты ясагич, обордуч, И каждый официально телеграммный веб-сайт России, а что куда идут? Может, связываться. Россия давай кшу кандын. Ее кандын официально отпечатали. Вы были бы там, он ему доходу, да, хитсас, мухачи до лялхшпол на пас, полгабелш. Царь чуат, он договорился, одяжки, чник, шерец, раз, инзу, архабар, дис, модил делени, ана. Представь, царь, яхтан движение. Карер ялла ламанху, карер ялла. Вы худеется, да, шинзере, док, зидеш, дуэс, на
Их не подгорает, а горит уже, да, синим пламенем. وين ده цан зазид я швой юqadal хулючу цан зихуль штала. Это их проблема. Ну, вознамеренно дяждаса, оказывается, дяждал штердук, цадаль отцул шол, метхбой боришим, забор маяц, он за все это время, и ты движение гена маяц, или лошел. Ведешь у саундер доцек телетардацовш. Сейчас Дега Чех Дяхкам Бош, аж больше раз, тут мы вылезли, 1526, Magic Динду, 86, Дешду. Ах, у них проблемы начались. Представить, да? Сколько денег вбухано. Сейчас это как бы вылетает в трубу улицы. Чингизи цини, Альянс Ирел, Европер, Муслик Шпар, Церга, Хэтам Бухсада, Чунья Хета Хети, Шейх Пичкирицы Бог, Лело Текцини, Инзона, Санплашатки Чуахошина, Шей Цуман Цини, Цамбош Боч, Нахан Дюрл, короче, Цани Бог Бой Бог, Ил просто Шейх Хожайолыш, он так язык. Последнее, Бош, Мадрид, одна последнее контора в раз. предупреждение. Последнее предупреждение. Якщо подожди. Одерди, що скучу бойла, والله الفزع تعقل رجوش ده هو عن غوش خوش تغلى خوش بيشم شوارت خلغر بروش تعقل وغاش وفينزا بس انا بوشي الله هو التياتر على الدجينيات خزع تعقو كركش ايزو شوك تعقو حقوق الشتاع وصو ما يقولش ده لينزا وبانك بالسبورش. Операция «Великий джихад против атеистов» Юлия Лемесо, о которой так много говорили. Dedik doortje mascara. Tesla hints on michaji gaat dag de ditsa и новости сон. Да не, с Зуном как раз таки так тебе не, ламан хоббис наш получился. Чем езжишь? Объединяющий флаг Мюна, кажется, это какой тоже должен быть такой. Ислам. Триколор. Эти контакты между ними не вчера начались. То есть на обоих сторонах моих будешь, и они служат таким цементирующей цепочкой связи между ними. Кутай вас, например, он хокауэр сюли молништан был резко Европе, да, он без проблем цуауэр был сюли молништан примкнуть дирекцию, то есть как посланник. Джамбетова туда, а Кутаева сюда. Такое. Так что никаких удивительно ничего нет в этом. Это уже, да. Этого следовало ожидать, и мы даже ожидали этого. Что за законопроект, Альберт? Сейчас вкратце. Так, Грэм Бойс Крулконс, а Грэм Сенатор Грэм Юча. Да. Лично не знаю. Ну, в общем, короче, сенатор, и вот он законопроект внес, и этот законопроект одобрили. Ну, теперь надо его дальше там двигать, чтобы его по протоколу там приняли, там утвердили. В общем, он что там, Комитет по международным отношениям единогласно представил мой законопроект, он пишет, подготовленный совместно там, с другими сенаторами, об объявлении России государством спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. Тут условия. Если она, то есть Россия, не вернет почти 20 тысяч украинских детей,
похищенных ею с оккупированных территорий. Вот. Это похищение, совершенное путинской Россией, представляет собой одно из самых возмутительных событий со времен Второй мировой войны. В общем, помимо возвращения всех похищенных детей, прекратить нападение на гражданскую инфраструктуру и покушение на политических деятелей. Вот, тогда, в общем, при этих условиях они не объявят их вот этот статус террористический. Так, что тут еще? Россию хотят объявить спонсором терроризма, да. Да, да, ага. Хорошая Через новость, 6 очень хорошая. Да, вот. И через 60 дней после принятия этого законопроекта государственный секретарь должен будет представить Конгрессу доклад, подтверждающий, что похищенные, депортированные или перемещенные дети благополучно воссоединились со своими семьями или опекунами, что происходит их полная реинтеграция в украинское общество, а Россия прекратила нападение на гражданскую инфраструктуру и покушение на политических деятелей. Если государственный секретарь не сможет подтвердить все вышеперечисленное, то он объявит Россию государством, спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. В настоящее время, в соответствии с законодательством США, только 4 государства являются спонсорами терроризма: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Это я читаю прямо с этого его страницы сенатора. Сенатор прямо предложил. Да, с этого страницы сенатора и Google перевод, чтобы вы знали. В общем, 60 дней им дали на возвращение детей и прекращение и так далее. Вот эти уничтожения. Ничего себе, И так далее. Уделя. Что такие еще 60 дней, и моду Уделя. Вот там пишут, 60 дней как пройдет, если условия не будут выполнены, то все, короче. Будет 5-е государство на нашей планете. А нельзя их объявить, Хэн, нельзя их объявить спонсором ваххабизма. Ваххабизм – изобретение России. И детей, 20 тысяч детей, я не в курсе, их предъявят, что они имеют в виду конкретно. Это оккупированные территории эти дети или какие-то похищенные? Вот а вообще я упустил это. С детдомов похищенные дети. Но на Олшинах всеми забрать на Бейштадт, ищи там. Ну, ключига. Ну что она по детдомам рассылать, тинцара гасты, патриотчбин. Потом там не чуктись бахках. По делам детей Яти, Белова Боши, Яца, двойная фамилия у нее. Вот она даже тоже взяла 15-летнего ребенка с Мариуполя, понимаете, и его перевоспитывала. Ша рассказывает, она садится, сама рассказывает на телевизор. Там он пишет, что это вопиющее преступление, скорее есть, со времен Второй мировой войны. А вот эти похищения, вот эти 20 тысяч детей, совершенные путинской Россией, представляют собой одно из самых возмутительных событий со времен Второй мировой войны. Ну, хотя бы так. Мы-то, конечно, тут где-то в сторонке покурим, но хотя бы так. Не, а вот это вот 3-4 года они бомбят, уничтожают. И вот это ясно, четко предъявить он сюда царь. Почему за детей взялись вот именно так?
понятно, дети, да, там, я понимаю, но тут война идет полномасштабная. Украинцы учатся, когда сунутся. 20 тысяч детей. Кстати говоря, Бяхан Бедич, у меня очень большой вопрос есть к тем, кто разбирается в этих вопросах. Там мощнейшие кинжалы русские нанесут ужасные удары по жилым местностям, резиденциям. Почему украинская сторона каждый раз говорит, 5 умерло, 12 раненых? Это как такое возможно вообще? Что это такое вообще? Ну, тут, скорее всего, у них уже давно налаженная система предупреждения, и сразу махай, все разбегаются. И население много в Европу убежало, и киевский метро постоянно, харьковский метро, постоянно в этом метро сидят, короче. У России ракеты уже, вот эти все запасы уже закончились. Они просто накопить, царь, например, они почти неделю копят, потом там штук 30 запускают этих ракет вместе с дронами. То есть они же с воздуха ёлш-маять, эти ракеты требуют западных компонентов, они дорогие. Вот этот калибр самый дешевый у русских, по-моему, 4 или 5 миллионов стоит с откатами. Кинжал этот наверняка стоит тоже несколько миллионов долларов. Если все умножить на 100, то там миллиарды денег. То есть это отмадати. Раски рассчитывали в этой войне на одну вещь. То же, что они в это сделали, Олег Паяц. То есть выбить украинскую ПВО и безопасно бомбить их свободно падающими, очень дешевыми, огромные запасы есть советские, бомбить этими бомбами. Все, действительно, у них все получилось бы, они бы этими бомбами все города поперебомбили бы, а мы все знаем, что Галланд и Якты бомб есть, эти свободно падающие бомбы есть. Очень непрерывно из города все убегают. Город достается врагу. То есть они на это рассчитывали просто. Они в страшном сне раз-то не думали, что они не будут даже приближаться к границе Украины и будут пытаться их бомбить вот этими дорогими, за 5-миллионными ракетами, у которых у них кот наплакал. Не, ну в интервалах Тесла, но много раз повторяется это. Каждый раз там 9-этажка уничтоженная там. Это каждый раз получается удачно все. Кто ты думаешь во время налета... Зарегистрированные там разъехались? Да, кто ты думаешь во время налета сидел в 9-этажке, и, скорее всего, там большинство жителей вообще не живут по деревням, рассоваться в гунах, из-за того, что электричество и газе проблем, что там дроващи, там дом деревни, это уже обязаловки мест в Украине. Лишь дати, что там какие-то оживленные. Может по Киеву тяжко, да, но Киев адик ПВО, они 90% сбивают. Раз вообще-то уже вот от этой тактики террора, поняв, что это она вообще-то плохо работает, больше отказываются. То есть пытается по военным объектам и Искандер еще уж, короче, эти иностранные даже Леопард танк Гуахцун и Туахерч и Искандер Туахерч палил Бухцар уже у фронта учат. То есть они не шибко уже. Даже Гитлер он пытался бомбить эту Англию ракетами Фау-2, а уж действительно есть мои. Недорогие эти ракеты Фау-2. То есть он пытался, и 2800, по-моему, по Англии запульнул, он от этого выграбил. Если бомбить, то только самолетами со свободно падающими бомбами. Прилетает там какой-нибудь Распи, короче, Ту-95 и, не знаю, 15 тонн бомб скидывает на Киев. Все, из целого района убегают люди. Прилетает следующий, там, я не знаю, какой-нибудь этот Ту-22
тоже там, не знаю, 15 тонн бомб скидывает, уходит, опять оттуда уходят люди. Вот таким способом даже как тут не шмогла. Не получилось у них это. Кстати, американцы очень сильно удивлялись, царь Раскош, что они зачем-то не посмели попытаться дальше украинский воздух халаться. Они вполне могли это сделать, даже потеряв половину самолетов, даже там выгодных, и воздух халячь. Но они, как только их начали сбивать, 10% даже потерять, тут же отошли, и авиация вспомогательную роль начала выполнять. А зачем? Например, всегда думают у русских, что они вот так воюют. Они воюют артиллерией, водкой, железной дорогой, а авиация у них это какой-то элемент вспомогательный. Даже налет 2, 3, 4 самолетами прицелился. И это, кстати, американцы воюют наоборот, короче. Главная их ударная компонента это воздушная, они захватывают воздух, и все. И что там на земле, это уже решающего значения особо не играет. Единственное, это играет, когда там густые джунгли, горы и прячущие там вьетконговцы, которым авиация как бы это партизан шбац. У них еще есть шанс, а вот у системы какой-нибудь, военной машине, украинские, Саддам Хусейн и короче, у него никаких шансов уже не будет воздух даечь. Например, Шон Мухред, кстати, вы к общему выводу к какому пришли? Например, Трамп должен давать томагавки Украине или нет? Вежери Сохашвили вас. Не слышно было тебя. Сохашвили вас. Меня слышно? Хинцу хэшинцу. Now we hear you. Hadli Буги. Как вы считаете, американцы должны томагавки дать Украине или нет? Да, по моему мнению, не то, что томагавки, ядерное оружие им не должны даже дать. Я просто томагавк стал, салах башки стал, ну, может там, ну, дадут они им штук 20 при плохом сценарии и 50 при хорошем сценарии. Ну, 50 томагавк, ну, шинди, нату, хурюш, по России, кайца иттер заводы, не знаю, иттер аэродроме. И что дальше? Тесла, благодарю, Машал. Машуала это. Машал. Нинца, Челябинский Копейск бог сега, ну, цик худин точно цеха бог, что царь на месте диверсии. А относите томагавк 1500 имели 2,5. 2,5 есть варианты. А kahинца, то цату ген вич, егери из агенца вич вариант шел, что это, но и я головал там бусуды. Супа, Италия, допустим, тига якитен заводом, допустим, и завод якити, бомба шьяш, старая шьяш, о, значение шумдарки, и чету, и тямет ету, представьте, тига специалист ле, финиш ле хинзин, кетен крушнах, Болгараца, Болкцанхаца, важный мечка, бабяш, бешпац, тухшуш, балбалу, урбада, зачем? Ах, Искандер Шук бьет 400-500 километров. Вот воздушная разведка, спутники работают, передают информацию. Это Искандер, то этот Искандер не работает. Киев, как городаш, безопасно. И что, цель, томагавки, раз, ну, сега специалист шпиц, до куда без боды, гаш. И цель, и важно, что и бьет по аэродрому. Аэродром, представьте это. Та, томагавка. Аэродром, кассетный тух. Представьте, эта авиация уже не летает. Ракету, все этих самолетов нет.
Летчик ждин без сахацун как-то. Ну, кем штат уже. Без самолета летчик это не летчик. بس مش تاري يديش أخواني تان لا تلا وط داش تان لا تلا سياتول شلو شو كم تقدر عليتون سير كوارت واحد كودو سخيت تام شنو إيدو نو ساريش يك إزبني ناش خيري خاسونا تام داج 200 у них там несколько тысяч. Мы за любая Тесла юксер, что могу. Они стоят уже старые ракеты. 5000 где-то у них. Они уже из производства там. Ты снять тянутся производством, этих старых нет уже. Уже эти обороты, да, их вооружение сняты. Тайлах 30-200 ракет далок. Со своими специалистами, окей, шкячбеш, дикхан езерю. Да, 200 ракет, считайте, вот и завод, Искандер, установка, аэродром, этих самолетов нету. Летчик, представьте, можно за короткое время кардинальный перелом мелуришь. А ядерный бог, ядерный цег, Китаю саму тухи туряться, а вон из Ахумдерха, он хавелл, ты себе за это уже отвечать придется. Просим, хола, уя, туан бахник, ветеран, вообще, Гашкиш никогда по управлению Украины Цатюха за 3 года ни разу. Покаем тамагавки Альштяр по адресу Йогатурюш, или они что-то другое сделали. Русские ни разу не бомбили управление Украиной. Не, Багдад, пытались, над Хил Искандер сбить над Киевом, прямо от Сунти-Хаджиню. Генштаб, именно Генштаб, Ирмая, представьте, они сидят в Генштабе. Это хочет наш украинский генерал, Генштаб, президент, только президентский кабинет, ашу. Saat yaşırma o atı etsin. Şey basit toçk şu. Şu an belki mi çahil üye sudu. Talmet lahta onu kan geçir hal. Asbi sa toçk hala kentre na banko ve hoje naş minister. So yukhid da badati. Ismadat, tuam ismabat. Современное время они не нуждаются там сидеть. И президент, он брат Бухайол и я, президентский банковый Бухайол, еще в советское время построенный бомбоубежище, он там обычно сидит. Интервью слушаем. То есть, смысл яйца. Они пытались по Киеву, просто по статистику посмотрите, и первые вот эти ПАК-3 ракеты попала одна, но не взорвала. Есть метро. Это вот недавно, а вы и год назад, и 1,5 по Киеву, по этой Туохмаветтере, что это должен сбивать. То есть даже кинжалы туда запускали, даже вот этот самый циркон туда запускали, даже по Киеву. В Киеве, допустим, метрою. Ну, دولة مترو كاخرات سنة صعبة سبيلات وأنا بقول شيء بوتين ما يي سلوك مترو يقصون شيء والشرط on može na opću uhodničana dasual udio masit awar yuksun vetk shuksun Putin u kayri metroyin bol nehets bokul dabaga sabaga humin bo chkhir mabat masit kalhul shay hokchur ukan hamel khiq wargaya metro yash bol nah yalla shay uberish etsela taxi khah point khah shay humiriyo mabat awdul hunda aydo duha ipotjal ko pregratir madu ista welat yash ista meteo hahosh sa'ir mawat Nello vetk shkirukte передвигать яхтаки пережидать от ядерной бомбы яш был байс савахош ин боб яш бук Зеленский Генштаб ist демодации Ганнибал представить где отцол Джимил вей территория вей как бы цар киячел бомбы хомш короче на маленькую территорию им понадобилось какое-то время месяцы им понадобилось чтобы сломать. А тут, представь, огромная страна, почти 35 миллионов, Адам Дош, которому Европу поставляет оружие, у которого есть ПВО, большая армия, там под 1 миллион, множество городов, миллионников, территория как пол Европы. Да. И что легко это все взять, и можно это бомбануть, эти иллюзии мои. Путин Туамбар Бахбел выгод яцун дальше хухер ситуация яц. Экономика дает что пропасть. Эти всех
خير نخ بو شتان يسكل خان يسكر بو بات دوكم شتوتيغا خسيتا دادي ارزور در نوتانا بوتين يغولين ذات يتي اتستوبات نيكود يوشو يو واش خير كوشدو اتاوم الوالر سو بروستيتا نخ تسولشن تسيخ ولشن سو نو خير اتاتشم كوم هاشتني تر بوم نشتوخ سايوكس داني تشو بوشندلا توش نخ بيسن خير بو باتستي واليوس بروسبريو دي انالوجي ويتاخيل خيل ويتاخي توام بيوتش نالو داوان سخيلر يقزو داخل كني كل شيء ويجا تعيط شيء بيرشدو ذا نو تازود شو دعمت ويجي شيء تا ساسيت كجيوت راسكي تيمبول ده بوست بكنيك دو راسكي دابيجش بو ادمل حاجه نو يزود تسيو شو نسخه هو خير دو تسخه وات انا استيوتس اكتملو تاويك توام بيشوش بيشوات شيء تيجا رزن دو هم شدات تملو بو بوخ ديلش بيش بو توام بيش بو وتت استروش كاين تاوه متكيو شو تك تسچو هيسك نيكمو دلي ديال نيت جورناليست سيغور وات دابيك تيم بولي اوكران يحتان لزينجا يلا وقت شوات بهو دادي يلا وقت بس يتك دحيو درونو اي باخ نيك تو جيني دو تون там 3-4 дня 5 дней остаётся лазиник 4-5 дней представьте شنو اي اشياء ما يا تعمل لازم شوكم سير باتريك نختار ليش بو بعد قاعدين قدموا الايز بلاقي درون يتس سؤال يتين واشتر بومدش يحكي شو اوكراين شتو قتي اتشو غاسكي بول نو اتشو سالت بول نو اتشو بيتن خلي شوش نخبوتي كونداش ميالك داتا يوت كاين تكنيك يوت ازودي الله كنيك انا ني كموني نوجدات سن على تقاطع يفضل سليت كوني الله دار يفضل بربي وات داش دبوست بوم تو غالي شو هيركي فضل شو خيل نخ ميرد نخ بايورات допустим 5 этажки бом ту это 5 этажки нет или половины нету اشتا خلوهم ساميال الادم دعدان خيردو لا خطر وات سبيال نخدا بقي نخ سبيال كنيش سبيال ني نزداد با متك ياتني كم اش لير وشا اول سون يغا متك يات لير لا تلو اتو ام هيو تخاتم دار نخ بوي قدو تسير اشچ سوري Иштам Шомар, Челябинский стратегически. Копейск бошо, лет, цикционца, пластмасса, завод, там снаряды делают и взрывчатки, шегай, палбац к ракетам. Цики Шторм Шедл, туанца, артик, украинч. Что заводы, просто уже снимки там, что на гаец, сундатига. Там еще внутри там взрывчатка, снаряды были вторичного цемента, подрывов этих, взрывов этих снарядов, что заводы, гаец, умятига. Целенаправленно в завод попали они. А еще ельче, представь, там мялю завод, стига, снаряд, ящелца, разнести. Может, бензоколонка, чем царь, и что, до беспилотниками, чуяч маютик. А 50 завод, ты, ну по 3 ракеты на завод. Тесла хатер дерется бехм билиш белда. Хентер товлиш. Тесла бахды, что у русских есть на шасси, там очень мощном шасси, радио война, когда ведется, они могут эти машины подтянуть к любым границам и вообще развернуть и шасси носителя. Они там могут вообще все небо полностью обездвижить. У русских есть технологии бахдуя, да, полностью обездвижить все радио. Побольше слушай РЕН-ТВ. Они эти сказки могли рассказывать до войны в Украине, что Мяльник Югара Бог ждат. Ну, если есть у вас уже, покажите. Полностью. Япония не дохла дамца я айтали, что было, например, на 30 километров вообще все выключить. Могут вообще выключить. Есть такое оружие, Симонян говорил о нем. Ты берешь даже на самой России, взрываешь ядерное оружие, чтобы тебе претензии, мы сами по себе ударили. И в округе ты выключаешь всю связь полностью в округе.
на границе с Россией и Украиной, Тюанца, допустим, над Ростовом. И все ты тут, или Хаяцан до Хуяри, до Белгорода, до Чат, над Белгородом взорвут ядерное оружие. И все тут, эта сторона, Киев, там, лишится связей. Но это Не, брат, ты не понимаешь одну вещь. ты сам Одну себе вещь ты не насолишь. понимаешь, брат. Позволь мне сказать одну вещь. Путин даже, да вообще, зачем нам их захватывать, а мы изнутри их сломаем. То есть вы еще не видели, как работают их установки. Мы же видим здесь Да, украинцы. Путин в свое время, когда он мог просто купить Украину, мог купить, зажал деньги, решил я так возьму. Он мог купить, когда был у него Янукович, их президент был, он мог купить их. Там продавалась труба, это продавалась, газы 30 миллиардов строила, железная дорога продавалась, Укртелеком продавался. И стоило это недолго, но максимум они потратили бы 150 миллиардов. Можно было купить все это хозяйство. Но они решили, что зачем мы будем покупать, это все наше. Я тебя понимаю. Ему сказали, что там его будут встречать с цветами. Ну вот я тебе говорю, как было. Он мог все это купить. Янукович всегда. Волшен выставлено было на продажу. Труба 30 миллиардов стоила. Железная дорога, украинская железная дорога, я дыкся должен где-то, порядка, я не про это. 60-70 миллиардов. Вообще, вот, извини, брат, я не про это. Вообще есть такое у русской армии, что они вот разворачивают на шасси вот такую вещь, и она на 30 километров вырубает небо вообще в электромагнитном отношении. Я же тебе говорю, Нету. даже Есть над Белгородом взорвут атомную бомбу. Это Симонян уже говорил, давайте мы взорвем на своей территории, возьмем ядерную бомбу, и все это мы выключим, полностью выключим на Украине, говорит, до Днепра все выключим связи. Симонян тоже... Там. Симонян, та еще специалистка, короче, то юйтага палю, короче. Ядерный взрыв яшен. Подождите, СССР не имел такого? СССР имел обычно 1-2 поколения хуже скопированную технику западных аналогов. Как Китай вот сейчас занимается этим, тем же самым СССР занимался. Делал он это не потому, что СССР аудалбуй, а потому что такова природа диктаторского режима. То есть инициативять и убивать. Западные машины лучше не потому, что там они более умные, IQ там у инженеров. Потому что система сама построена так, что конкурирует. Кто конкурирует лучше, тот зарабатывает, становится миллионером, миллиардером. А советские инженеры, будут они ночами сидеть и лучше строить, они ничего не получат. Управленец ВАЦ, он получит какую-то там, не знаю, сталинскую, ленинскую премию или чего-то там это, и все, и на этом закончится. Ах, куда еще царь? И что вы приготовите, советские инженеры, куда еще лучшие машины или там сами с собой конкурировать они что ли будут. То есть сама система не предполагает такого, это ни при чем. Просто на немецких технологиях немного поездили до 60-х годов, худо-бедно свои кадры какие-то построили, а потом стремительно начали отставать. В 80-м, 90-м году у них просто СССР представлял из себя копировальную машину. Вот просто, короче, там сидели какие-то управления, там, не знаю, 5-е управление, что-то там из Франции, из Америки закупали, перевозили и копировали. Перевозили и копировали. Тесла Харшаш, 1000 немецкие ученые-специалисты, что хабали. Они работали в России. 10-15 лет работали. Россия хабали, как пленные, можно сказать, хабали. Они вот тебя был бешбешиш, халак России. Вот эти послевоенные годы, 30-е царю яхкерхелюк. Были военнопленные, были ученые, специалисты, американцы, сабештабик, пока Харшаш, Каяхканчир, хабали. Они все это строили, создавали, строили, внедряли. Царь.
в России совсем умять Бога, это неправда. Да, они еще неплохо держатся, но они никогда не были технически. России умять Бога, это не совсем правда. В России есть и остатки, и еще Россия входит вот в кружок государств, назовем их государства второго типа. То есть они как бы станки, там, технологии новые не производят, но способны и станки, и технологии сами производить. То есть у них достаточно для этого квалификации. Представляете, вот ученый Хавалин. Вот он специалист, он преподает в вузах, кадры, доктору. Ну и вот архивляция, представь, они подготовили кадры, специалисты, тысячами Хавалин, специалисты, вот, конечно, они преподают, готовят, ученый специалист, баз, боится. А 30-е годы американцы, европейцы, мои, Советский Союз, их специалисты работали. Рума Хиламаяти. А после войны специалист, представьте, в вузах, везде, они, институтах научных, специалист. Да, они никогда не были конкурентами Западу. Никогда. Как и Китай, который не является конкурентом в этом смысле. После того, как холодная война началась, Ахмалов на высший специалист добавит, уже лет 15-10-15 был добавлен. Началась холодная война, западные специалисты возбуждать, вот запасы, создать ученые. А дальше пришлось бухта шесть монет стали. А когда баз качвин, бабу. Немецкий, американский запал закончился, они снова вернули свое первозданное состояние. Аграрная страна русня. Сырьевой придаток мировой экономики. У ГАСКа есть рэп, то есть радиоэлектронная борьба, я уж сейчас. Но украинцы рэп щух и нацелен. Он дальше рэп это, как бы сказать, обоюдоострое оружие. То есть ты можешь давить что-то в каком-то радиусе, каналы, связь, GPS-сигналы для этих, но при этом ты сам-то себя тоже давить, то есть ты становишься объектом этих радарных ракет, всяких дронов, GPS. То есть рэп, чтобы она была эффективной, надо, чтобы это с той стороны были очень эффективные. Или с той стороны туземцы шхельбе с калашами и рациями, там, я не знаю, Моторола. А высокотехнологический противник, что рэп в одно место засунет этим, кто включит его. Но я имел в виду, вот там они говорят сотни километров, а тут я говорю 30 хотя бы. Ты имеешь в виду, что он выводит из строя, аж прямо жгет баха, как ядерный импульс? Все, что летает, полностью лишает их всего, что зависит. Обычный рэп, красуха, например, по частотам давит, связь.